Уважаемые коллеги, теперь нет никакой обратной связи, я вас не вижу, к сожалению, не слышу, но тем не менее давайте все-таки попробуем провести через YouTube нашу трансляцию. Судя по тому, что мы видим, у нас 18 подключений, это все-таки большая часть муниципальных районов. Я думаю, что наша информация, наша презентация, она будет доступна для всех. То есть мы ее выложим. Те, кто по каким-то причинам либо сейчас подключается, либо еще не подключился, смогут ее посмотреть. Повестка сегодня насыщенная, поэтому давайте приступать. И мой доклад первый – это стратегия развития качества деятельности услуг Национальной библиотеки Республики Коми. Как листать дальше? Выключился. Смотрите, да все уже включилось. Коллеги, смотрите, мы начали с того, что пересмотрели свою собственную миссию. То есть, если миссия 2018-2020 годов у нас была с гармонизацией, с инновационным развитием республики, стабильностью, привлекательностью территории, да, мы ушли от этих стереотипов и перешли к более прозаичной. Это продвижение знаний в различных формах, способствующих удовлетворению интеллектуальных потребностей общества. А сейчас как бы расскажу, почему именно в такой форме и почему именно в таком формате. Потому что два фактора мы сюда заложили. Это первое, это все-таки мы продвигаем знания, да, и второе, удовлетворение интеллектуальных потребностей. То есть мы работаем на таком же рынке, на котором сегодня работает очень много компаний, очень много предприятий, очень много организаций. На интеллектуальных рынке сегодня работает у нас и телевидение, работает у нас и мессенджеры, работают и YouTube каналы и так далее, так далее, так далее. То есть для того, чтобы проанализировать именно наши конкурентные преимущества, в чем мы сильны, в чем мы не сильны. Следующий слайд. А что он не кликает? Я буду каждый раз включать, выключать. Смотрите, коллеги, мы провели конкурентный СНВ-анализ интеллектуального досуга. То есть мы сравнили нашу библиотеку, национальную библиотеку, с нашими конкурентами. Кто наши конкуренты на сегодняшний день? Это наш интернет, это социальные сети, мессенджеры, как я сказал, это электронные библиотеки, это иные учреждения культуры, в том числе театр, там, не знаю, оперы, балета, театр имени Савина и так далее. Почему человек идет именно к нам, а не идет в эти учреждения? Бизнес-структуры в сфере досуга, спорт-объекты, те же плавательные бассейны, может приятнее, или там спортзал пойти приятнее, чем прийти непосредственно к нам в библиотеку. Ну и учреждения образования социальной сферы, они на сегодняшний день тоже работают очень плотно на этом поприще. Какие же факторы нас отличают? Вот если у нас с вами буковка N в анализе, то это наши, скажем так, слабые стороны. Ну, средние слабые стороны. Если буковка S, то мы достаточно конкурентоспособны, мы достаточно сильны. То есть мы предоставляем, например, наши книги абсолютно бесплатно, да, и, соответственно, мы по цене очень сильно конкурентоспособны, в отличие от электронных библиотек или бизнес-структур в сфере досуга. Что касается специалистов, то мы тоже конкурентоспособны. Мы не конкурентоспособны во времени проведения мероприятий, потому что мы с вами работаем по, допустим, 9 часов 6 раз в неделю, да, в отличие от той же, например, электронной библиотеки, которая в доступе 24/7. У нас, как всегда, очень удачное место расположения, это тоже наша сильная сторона, потому что библиотека всегда строилась где-то в центре села. Практически у многих это так, у кого-то может быть и нет. Да, у нас очень хорошая репутация, она такая традиционная. Отстаем мы немножко от маркетинга и продвижения, потому что мы его делаем абсолютно бесплатно, мы не таргетируемся нигде, да, и поэтому мы не можем разогнать, то есть мы не можем, например, конкурировать с салоном Gold Jeans,
где там в ВКонтакте около 25 тысяч подписчиков, а все наши группы набирают 5-6 тысяч, потому что мы не таргетируемся, мы не перепостимся, мы не оплачиваем эти услуги. Поэтому здесь, конечно, мы этим коллегам проигрываем. Да, ну и ассортимент у нас тоже достаточно большой. Вторая история связана с книговыдачей. Это второй наш момент. У него также есть сильные и слабые стороны. Да, перемотнулась. Сильные и слабые стороны. Вот. Мы здесь, опять же, по времени работы проигрываем тем же электронным библиотекам, библиотекам, которые находятся рядом, потому что они точно так же отнимают у нас посетителей, да, книжные магазины, которые предоставляют, ну и буккроссинг — это бесплатная книговыдача, зачем идти в библиотеку, можно сходить вот к этому замечательному домику, взять оттуда книжку и пойти читать, поэтому мы этого клиента тоже теряем. Вот. Мы не стали дальше анализировать с точки зрения, что мы выполняем какую-то архивную функцию, мы выполняем функцию сохранения там, культурного наследия и так далее, потому что здесь у нас конкурентов с вами нет, поэтому эти вещи мы исследовать не стали. В результате вот такого анализа мы пришли к следующей стратегической карте для себя. То есть мы понимаем, что библиотека должна стать чем-то большим, чем просто традиционной библиотекой в классическом ее понимании. То есть для себя мы определили как бы нашу главную стратегическую цель, что мы крупный мультимедийный просветительский центр на территории Республики Коми. Вот. И с помощью каких задач мы будем его достигать. Первое — это адресная ориентация деятельности, клиентоориентированность. Второе — это модернизация информационных ресурсов. Третье — это совершенствование обслуживания с использованием новых технологий. Ну и развитие кадрового потенциала, потому что без кадров, без этого потенциала сложно будет достичь той важной цели. Сейчас по каждой из этих 4 задач коротенько, что мы видим для себя и в какую сторону мы будем двигаться. Адресность и клиентоориентированность. Это все-таки работа с представителями различных органов власти, общественных, негосударственных, коммерческих организаций, с ученым сообществом и исследователями. Это дополнительно то, что у нас есть с точки зрения работы с обычными рядовыми читателями. Это профессиональное библиотечное сообщество. Это молодежь, студенты вузов, техникумов, старшеклассников, с которыми также предстоит работать для того, чтобы люди приходили к нам. Это лица третьего возраста и лица с ограниченными возможностями. Вот лица с ограниченными возможностями на сегодняшний день это является общемировым таким трендом, потому что очень большое внимание этим людям уделяется во всем мире. Поэтому мы для себя тоже это направление подчеркнули. Мы хотим, чтобы эти люди были вовлечены, чтобы у них был доступ к литературе, вплоть до того, что мы сегодня, как и вы, наверное, доставляем литературу на дом. То есть работаем по заказам и тем самым обслуживаем наших читателей. Детская аудитория, население поселений, где нет библиотек, это работа, связанная с нашим КИБО, с нашим библиомобилем, у которого в этом году и в следующем году мы увеличим локацию. То есть библиомобиль у нас дополнительно к тем стоянкам, которые были, еще добавляется 4 таких стоянки. Все они находятся в городе Сыктывкар. Вот, мы приезжаем туда, где есть крупные школы, но рядом нет библиотеки. Поэтому тем самым мы также приучаем детей к чтению, к посещению у нас, уже когда они станут взрослыми и им потребуется обращение к литературе. Мы провели для себя исследование и посмотрели, какой же профиль нашего пользователя. Причем этот пользователь в офлайне, то есть это те люди, которые приходят вживую к нам в Национальную библиотеку. И мы выяснили, что это женщина, которая имеет высшее образование в возрасте от 35 до 45 лет. И у нее очень большой интерес к интеллектуальному досугу. Вторая группа — это экономически активный класс. Это у нас люди, которые очень активно интересуются бизнес-литературой, книгами по психологии, по самоанализу, саморазвитию и так далее. Это связано с деятельностью нашего центра
интеллектуальной деятельности и связана с информационно-маркетинговым центром, то есть вот это та аудитория, которая вовлекается. Сегодня мы начинаем работать с предприятиями, которые работают на территории, мы предлагаем им тематические подборки по литературе, которая у нас есть, которая связана с их профессиональной деятельностью, и коллеги это тоже находят очень огромный интерес, очень огромный отклик, потому что люди, как оказалось, хотят читать, хотят совершенствовать свои знания, да, при этом мы выходим на какие-то соглашения с этими предприятиями, с этими организациями, вплоть до того, что предлагаем приехать, например, КИБО и, допустим, раз там в месяц проводить обслуживание людей, привозить специальную, специализированную литературу. Ну и семейная аудитория, она традиционна для нас, для всех, то есть это мама, ребенок или папа, ребенок или семья, которая приходит, потому что очень много мероприятий проводится, в том числе для детей, поэтому это вот родители в возрасте 25-45 лет. Плюс у нас с вами есть одно очень большое важное конкурентное преимущество. Я очень хочу, чтобы вы его везде подчеркивали, потому что вся литература, которой вы комплектуетесь, она проходит специальную оценку, специальный обзор. Вы ее вычитываете, и она является абсолютно безопасной для психики ребенка. Вот, в отличие от той, которую можно самостоятельно приобрести в каком-нибудь книжном магазине. И многие молодые мамочки особенно интересуются этой литературой, спрашивают, насколько это безопасно или небезопасно. Поэтому подчеркивайте, что у вас это все безопасно, что литература, которую получает ребенок, является качественной, библиотекарем с высшим образованием, там, прочитанной, оцененной. И это очень-очень важно с точки зрения продвижения такой литературы. Я просто очень хочу, чтобы жители, где вы работаете, об этом знали. Мы для себя выбрали в этой части, в первой задаче, вот такие показатели. Вы можете посмотреть, это общее количество читателей, количество коллективных абонементов, заключенных договоров и специалистов с индивидуальным информированием. Мы не ставим для себя сверхзадач, как у нас это было принято раньше, там по десяткам, там, по тысячам наращивать эти объемы. Мы понимаем, в какой ситуации мы находимся, что население Республики Коми так или иначе сокращается, миграционный отток, он присутствует, а тот контингент, который приезжает на нашу территорию и работает вахтовым методом, он в меньшей части думает, конечно, там о литературе, или о чтении. Да, дальше количество специалистов с индивидуальным информированием мы для себя тоже такую задачу поставили. То есть у нас люди ходят по организациям, по предприятиям, мы работаем с этими организациями, предлагаем литературу, ведем банк данных VIP-клиентов, спрашиваем, какой литературой они интересуются, специализированно что-то для них заказываем и так далее, так далее, так далее. Вот такие параметры. Следующая задача, вторая, это модернизация информационных ресурсов. Здесь несколько моментов. Это первое, конечно, наше самое большое конкурентное преимущество и у вас, и у нас, где мы конкурентно способны с Литресом. Вот про Литрес я бы хотел обратить особое внимание. Мы его сейчас активно продвигаем, платим Литресу деньги. Литрес это как Uber или как Яндекс. Это тот, кто в перспективе может нас с вами спокойно убить. То есть люди будут читать электронно, люди не будут ходить к нам, у них интерес к чтению пропадает в обычной книге, литературе. Вот, и мы с вами потеряем какое-то количество клиентов. Поэтому Литрес это здорово, но то, что никогда не будет делать Литрес, вряд ли он будет там сонеты Ванеева загружать или еще какие-то произведения. Поэтому вот наше большое конкурентное преимущество это краеведческий фонд. Поэтому для себя мы ставим максимальная полнота краеведческого фонда. Плюс соблюдение регионального законодательства по обязательном экземпляре и архив местной периодической печати, сводный каталог. Вот это те вещи, которые позволят, ну именно для национальной библиотеки, именно для нас, ну скажем так, быть важными, потому что такие вещи никто больше нигде собирать не будет.
Вот, поэтому это вот такое большое, существенное наше преимущество. Ну и, конечно же, организация доступности продвижения ресурсов– это национальная электронная библиотека, ее оцифровка, удобный доступ, создание там личного кабинета и так далее, с оцифровкой изданий, пополнение ее, включение ваших фондов электронных в национальную электронную библиотеку. Это, конечно, тоже один из таких главных больших плюсов. Динамика модернизации здесь представлена, то есть объем краеведческого фонда, как должен расти, количество документов в национальной электронной библиотеке и в сводном каталоге записей такими вот темпами, такие параметры до 2023 года мы для себя определили. Следующее направление это от текущей деятельности управления проектами. Если посмотреть на левый столбик, национальная библиотека сегодня, ну это в первую очередь, конечно, региональный проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек. Да, это деятельность ЦПТ и МЦП с Легионом умников и предпринимательства без границ. Это Центр музыкального наследия Осипова, региональный центр по работе с книжными памятниками. Да, это кафедра православной литературы, библиотека памяти и так далее, так далее. То есть вот эти все традиционные вещи, которые сегодня есть, они присутствуют, мы от них не отказываемся, мы работаем с этим всем, да, а с правой стороны мы для себя выбрали новое направление. Первое, это все-таки какая же роль библиотеки в местном контексте. То есть кто мы, да, какое наше место, что мы занимаем и какие мы. Это вот связано с мультимедийностью. Следующее важное направление– это партнерство и коллаборации. Коллаборация– это когда мы делаем совместный проект несколькими, скажем так, усилиями, несколькими организациями для достижения единой цели. Очень хороший пример– это Легион умников, либо предпринимательство без границ, когда, например, по Легиону умников есть Министерство образования, которое продвигает этот проект в школе, инициатором являемся мы, призовой фонд обеспечивают наши партнеры, с которыми мы работаем, и все вместе мы популяризируем деятельность в области интеллектуального права, интеллектуальной собственности. Вот. Или предпринимательство без границ. И таких примеров может быть очень и очень большое количество. Следующее направление– это возрождение исследовательской деятельности. Вот я очень хочу на базе Национальной библиотеки возродить 3 таких направления, как книговедение, библиография и все время третье забываю, вспомню, скажу. Все каждый раз библиография, книговедение, библиотековедение. Вот, да, вот эти, да, вот эти 3 направления, о которых мы говорим, потому что у нас есть Сыктывкарский университет, у нас есть кафедра, которая готовит у нас с вами библиотекарей, и без проведения подобного рода работ, без проведения подобного рода исследований очень тяжело дальше развивать многие направления. Сейчас объясню почему, потому что одна из задач, которую мы для себя поставили, о которой я дальше скажу, это все-таки создание, скажем так, интеллектуального личного кабинета, когда по приоритетам, по выбору читателей будет предлагаться через рассылку новые поступления, новая литература для этих людей. То есть это такая своеобразная виртуальная машина, скажем так, очень близкая к искусственному интеллекту. Но пока об искусственном говорить рано, но тем не менее мы туда приближаемся. Следующее направление– это, конечно, реклама, маркетинг, пиар и SMM– это продвижение нас в социальных сетях. Плюс мы хотим в следующем году попробовать все-таки таргетинг в социальных сетях, оплатить и посмотреть, как это все работает. Сейчас просто посмотрим, как это увязано с нашей уставной деятельностью, с нашими услугами, и будем в этом направлении двигаться, будем развиваться. Вот. Плюс мы хотим сделать положение о донатах при проведении мероприятий, когда можно принять пожертвования от тех или иных физических и юридических лиц для этих мероприятий, чтобы скомплектовать или пополнить бюджет. Опытом потом с вами тоже поделимся. Ну, волонтеры в библиотеках понятная история для всех. Волонтерское движение сейчас очень широко распространено, очень хорошо поддерживается, в том числе
числе со стороны государства и во время пандемических различных мероприятий это было и есть. И сейчас оно у нас у всех практически есть и присутствует. Мы просто хотим это направление немного расширить. Фандрайзинг, краундфандинг, спонсорство, гранты, имидж библиотеки – это как неотъемлемая часть. То есть мы сегодня работаем и над созданием нового брендбука, и по продвижению бренда национальной библиотеки, и меняем цветовую палитру нашего бренда и так далее. Вот, то есть мы двигаемся в этом направлении. Краундфандинг мы испытали в этом году, попытались собрать деньги на одну из краудфандинговых платформ для выпуска календаря. Опыт не очень получился, но тем не менее он у нас уже сегодня есть. Мы понимаем, как нам двигаться. Вот, опять же, нас сдерживает единственное, что там при сборе денег надо платить налоги. Мы пока не до конца понимаем, как государственное бюджетное учреждение и краундфандинг могут себе совмещать с точки зрения финансовой дисциплины, с точки зрения финансирования. Вот. Мы очень хотим открыть на базе национальной библиотеки Яндекс.Лицей. Вот, попадание в топ-10 национальных библиотек России. Здесь, конечно, без вашей помощи, без вашей отчетности, без ваших статистических данных нам это сделать будет сложно. Я поэтому к вам уже сейчас обращаюсь при подведении итогов по году на качество предоставляемой отчетности. Ну и партнерство с зарубежными библиотеками, информационными центрами. У нас есть отдел литературы на иностранных языках. Сейчас у нас в этом отделе сменился руководитель. Вот, я очень надеюсь, что с помощью новых направлений, которые мы для себя определили. Это в первую очередь работа с торговыми представительствами, это работа с иностранными издательствами, это работа с иностранными авторами, это работа с группами, которые образовались в зарубежных странах. Ну, скажем так, сейчас люди очень активно объединяются. Я знаю примеры, например, в Австралии, где есть очень большая русскоязычная группа, которая объединилась. Практически всю Австралию уже русскоговорящие объединились. Вот работа с ними на предмет продвижения Республики Коми в этом сообществе, ну и получения какой-то литературы непосредственно, которая бы говорила, например, нам об Австралии. Это просто как один из примеров. Таких примеров я могу приводить десятки. Поэтому обязательно это участие, плюс международка с точки зрения международного диалога, работа с финно-угорским миром, в том числе с иностранным, и так далее, и так далее. Смотрите, теперь совершенствование обслуживания с использованием новых технологий. Мы сейчас очень активно работаем над ретро-конверсией и модернизацией поискового модуля по каталогу библиотеки, совершенствование и пополнение баз данных. И опять же, это вот, как я и говорил, связано с тем, что мы действительно хотим работать с искусственным интеллектом. Мы хотим, чтобы человек голосовым, своим собственным голосом, приходя в библиотеку, обращаясь, например, не знаю, там, к Алисе, она ему подобрала литературу, которая бы ему помогла, которая бы ему нравилась, вот, либо же дала на выбор, делала определенный выбор за него, то есть предложила ему определенную литературу по определенному тематике. Для этого очень важно, конечно, совершенствование работы по каталогу библиотеки. То есть это то, какие библиографические записи мы делаем, как работать с полнотекстовой информацией. Задача очень непростая, мы вот о ней сейчас уже начали задумываться и понимаем, насколько она сложна и почему до сих пор в мире, ну не в мире может быть и сделано, но вот на территории Российской Федерации я, по крайней мере, таких примеров пока не видел. Поэтому мы будем развивать в первую очередь личный кабинет читателя, электронный личный кабинет читателя, для того, чтобы можно было понимать его вкусы, его предпочтения, тем самым формировать и профиль, и подачу ему информации, и тогда мы поймем, какая литература действительно является востребованной, какая нет. Но здесь очень важно для нас следующий параметр, что мы все-таки научная библиотека, мы не хотим скатиться к библиотеке общедоступной, да, хотя так или иначе нам все равно необходимо в эту сторону делать какие-то смещения.
Создание клиентоориентированной среды – это автоматизированное обслуживание читателей с применением RFID-технологий. Не далее, как 2 дня назад мы презентовали карту МИР как в качестве единого читательского билета. С многими из вас мы об этом уже говорили, что книга, которая взята, например, в Удорском районе, может быть сдана в Воркуте в библиотеке, и она опять вернется в Удорский район. И читатель будет регистрироваться один раз, нам будет достаточно хранить его персональные данные в одном месте. Дальше он с этим читательским билетом в любой библиотеке, мы его будем по модулю находить и непосредственно обслуживать, так или иначе выполняя госзадание. Нам еще, правда, много документов придется с вами переделать, пересовершенствовать, но так или иначе в эту сторону мы идем. Следующее – это совершенствование сервисов в виртуальном пространстве. Мы подавали в этом году заявки 2 раза на создание мобильного приложения. Мы подавали в фонд Потанина и мы подавали на президентский, по-моему, грант. Оба раза мы ничего не выиграли, но от этой идеи мы не отказываемся. Все равно в эту сторону мы будем двигаться хотя бы с точки зрения модернизации нашего сайта. Потому что, обращаясь даже на наш сайт, смотря его, хочу сразу вас попросить, чтобы контент, который вы размещаете, был актуальным, был интересным, был живым с точки зрения записей. Вот, это очень важно, потому что если люди обращаются и видят, что последняя новость была сделана тут 3 недели назад, то у них приходят к мнению, что вся остальная информация, ну, является, по крайней мере, очень неактуальной. Это их смущает, и, конечно же, они от сайтов уходят. Внедрение чат-ботов в интернет-сервисы для читателей – это тоже одна из задач. Это чат-боты и в наших группах в социальных сетях, это и чат-боты, которые мы будем прикручивать к нашему сайту, который сможет дискутировать с читателем, помогая ему ориентироваться в навигации сайта. Ну и расширение спектра услуг удаленным пользователям, это уже непосредственно связано с НЭБом и с электронными сервисами, с электронными библиотеками. Что мы у себя внедряем? Мы применяем RFID. Вот 10 библиотек на сегодняшний день, кто подходит к этой задаче. Станции самообслуживания в 3 библиотеках внедрены. Ну и количество читателей электронных библиотек. Вы видите, что у нас по нам только 2158. Мы смотрели сайт динамики. И вы знаете, эта динамика растет. Количество людей, которые начинают читать небумажные электронные книги, они растут. Поэтому еще раз возвращаясь к Литресу, ничего против не имею, но, коллеги, все наши с вами решения, они должны быть взвешенными, потому что в итоге мы можем покупать Литрес для этих людей, а они к нам приходить не будут, хотя вроде как мы госзадание это выполняем, а реально наша функция будет снижаться. И дальше станут вопросы о целесообразности той или иной библиотеки, они так или иначе будут возникать. Ну и развитие кадрового потенциала, потому что без кадров, без кадрового потенциала, к сожалению, мы все те задачи, которые для себя поставили, реализовать не сможем. Поэтому мы планируем в следующем году подойти к решению задачи получения образовательной лицензии для подготовки и переподготовки специалистов в области библиотечного дела. Вот, потому что на сегодняшний день мы хоть и работаем с Центром народного творчества и повышения квалификации, все образовательные программы готовятся фактически нашими методистами, и перед вами фактически выступаем практически, ну и фактически специалисты национальной библиотеки. Вот. Что это даст? Это даст возможность непрерывного образовательного процесса для всех библиотекарей. Мы не далее, как 2 недели назад провели очень хорошую встречу с министром образования Республики Коми, с Якимовой Натальей Владимировной на уровне министра Емельянова Сергея Витальевича и проговаривали о том, что, наверное, и школьных библиотекарей, их подготовка тоже будет непосредственно осуществляться на базе национальной библиотеки. Это для того, чтобы мы могли формировать единое библиотечное пространство. Плюс у нас есть очень интересный проект, который связан со школьными библиотеками. Я думаю, что весной, наверное, мы вам его тоже презентуем. У нас есть тоже видение, как работать с этими библиотеками, что нужно приобретать, что не нужно. Вопросов очень много. Фонды в библиотеках школьных вещают, дети к вам не приходят, потому что их
учителя отправляют читать с интернета, они там что-то стаскивают, что-то прослушивают в итоге, да, и с такими поверхностными знаниями соответственно, идут на занятия. Мы хотим проводить на территории республики профессиональные конкурсы. Это молодой библиотекарь с точки зрения популяризации нашей профессии, библиотекарь года и на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку. Положение мы сейчас разрабатываем, готовим, потихонечку будем все эти направления внедрять. Ну и выход на новый уровень научно-исследовательской работы, как я уже сказал, библиотековедение, библиография, книговедение. Вот эти вот три направления, которыми мы хотим заниматься. Это профессиональная сфера, профессиональная деятельность. У нас есть очень большое желание, чтобы о библиотечном сообществе республики, о библиотеках нашего региона и о нас воспринимали еще и как профессиональное сообщество, как профессиональную, достаточно высококвалифицированную библиотеку с высококвалифицированными специалистами. Поэтому вот к этим задачам мы также будем подходить. Ну и программа непрерывного образования. Здесь на этом слайде представлена именно по национальной библиотеке. У нас обязательная аттестация сотрудников проходит, есть положение об аттестации. Да, мы учим людей, люди сами находят курсы, мы находим, изыскиваем средства из внебюджетной деятельности, работаем с партнерами, людей отправляем. В этом году даже в Москву смогли отправить специалистов для прохождения обучения, несмотря на пандемические какие-то вещи. Ну и очень много сейчас недорогих образовательных программ, профессиональных, которые проходят непосредственно на базе российских государственных библиотек. Плюс сотрудники, которые работают у нас на удаленке, которых мы переводим на удаленку, мы обязательно ставим им одно из условий, чтобы они прошли какой-то образовательный курс. Нам, конечно, не хватает курсов по психологии, с психологией общения с клиентами, потому что ее тоже надо менять, подходы надо менять. Вот. Нам не хватает с точки зрения образовательной функции повышения квалификации по вот, научно-исследовательской деятельности и так далее. Поэтому для себя мы эти направления тоже будем реализовывать в 2021, 2022, 2023 годах. Вот. Ну и здесь подведена уже такая черта на основании всего, о чем я вам сказал. То есть мы хотим перейти от репутации традиционной библиотеки к мультимедийному просветительскому центру. Справа, каким образом мы это будем делать, да, с помощью каких инструментов мы будем это достигать. Время работы 11/6, 11 часов по 6 дней в неделю, по шестидневке мы хотим заменить 24/7. Это, конечно, рост доступа к электронной библиотеки региона, да, Литрес, иные интеграторы книговыдачи, все равно мы для себя это видим, потому что людям должно быть удобно, они должны читать в любое время, то есть несмотря ни на что. Ну и маркетинг продвижения, это, конечно, узнаваемость бренда и привлечение новых читателей. А здесь с правой стороны фактически такая консистенция. Но при этом у нас остались вопросы, на которые мы сейчас ищем ответы. Это все-таки какова эта целевая аудитория, какие каналы у нас есть продвижения и какой смысл, какие новые смыслы мы во все это будем загружать и как мы эту информацию будем доносить, чтобы не просто идти и что-то делать, а делать это осознанно, понимая, к какому результату мы в итоге придем. Ну и что касается книговыдачи, здесь тоже все очень достаточно просто. Мы хотим, чтобы была максимальная полнота нашего краеведческого фонда. Это наше самое большое конкурентное преимущество. Ну и рост книговыдачи примерно на 10% за счет адресности и клиентоориентированности, да, массовых мероприятий. Ну, фактически все то, что мы с вами делаем, все это здесь обобщено. То есть я в две таблички свел фактически вот все те направления, как бы подводя такой итог, как мы это будем делать и какие мы будем, потому что очень важно понимать, где ты и как это будет, к чему ты идешь.
Риски реализации стратегии. Останавливаться много не буду. Они абсолютно понятны. Это и финансовые, и маркетинговые, и административные, и миграционные риски. Да, каждый из них с нами сталкивается фактически каждый день. То есть вот госзадания или муниципальные задания нам с вами доведут в ином объеме и можем от каких-то направлений сразу же отказаться. Да. Административное тоже любое изменение федерального законодательства, ужесточение требований санпинов, еще каких-то вещей также может поставить под удар реализацию любой стратегии, потому что здесь вот сейчас новые пожарные требования, кстати, опять вышли, вступят в силу с 1 января следующего года, и в том числе в отношении библиотек. В журнале учреждение культуры, по-моему, да, называется, или работник учреждения культуры. В одном из последних есть все эти изменения, можно посмотреть, думаю, все вы его выписываете. На этом мой доклад, моя презентация окончена, к сожалению. Я думаю, что если вы готовы задать какие-то вопросы, то это можно сделать единственное в чате, который есть в YouTube. Поэтому направляйте, я постараюсь на них ответить. Если вопросов нет, то да, то в индивидуальном порядке, коллеги, мы в YouTube напишем мой сотовый телефон, да, для всех, чтобы у вас он остался, был в доступе, я никогда его ни от кого не скрывал, вот, готов буду в любое время, 24/7 фактически, отвечать на ваши вопросы, ваши предложения, замечания, ваши идеи обсуждать. Поэтому, пожалуйста, и спасибо, что присоединились, несмотря на все сложности и с проведением, и с подключением. Вот. Ну и всем вам мира, добра, берегите себя, берегите своих родных, берегите своих близких. Вот. И 21 год, год столетия Республики Коми, прошу это тоже как бы не забывать при проведении различного рода мероприятий в библиотечном сообществе. Подчеркивайте этот фактор. Вот. Успехов вам всем в новом 2021 году. Спасибо. Продолжаем. Легион умников как имиджевый проект публичной библиотеки Республики Коми. Здесь все-таки подошла у нас Любовь Александровна Фасахова. Она немножко коснется этого проекта. Грандиозного проекта. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень жаль, что сегодня невозможно посмотреть ваши глаза, но тем не менее я всех приветствую и хочу немного рассказать о проекте «Легион умников», который вы уже все, безусловно, знаете, и все практически работаете по этому проекту. Вот. И сегодня я буду рассказывать про этот проект с точки зрения имиджевого проекта публичных библиотек Республики Коми. Следующий слайд. Что хотелось бы отметить? Во-первых, Алексей Анатольевич уже сказал, что данный проект, он входит в стратегию нашей библиотеки. В принципе, мы так позиционируем этот проект как региональный проект, да, то есть без вашей помощи общими усилиями мы только можем достичь определенных хороших количественных и качественных показателей. Вот хочу отметить, что когда мы получили поддержку гранта президента Российской Федерации, да, мы вышли на следующие цифры. Ежегодно более 5000 участников были участниками мероприятий проекта по вопросам права интеллектуальной собственности и предпринимательства. Около 400 ребят стали участниками конкурсов. Сведения о 50 победителях и призерах внеслись в реестр «Одаренные дети». И отмечу, это ежегодно происходит. Да? Команда библиотек состоит из 17 библиотек Республики Коми. И что было в 2020 году, да, этот проект занял 3-е место во всероссийском конкурсе «Интеллектуальный хэштрек», организованным патентным ведомством. Это очень большое достижение, потому что в этом конкурсе участвовали все регионы, да, которые занимаются вопросом права интеллектуальной собственности. И вот такая большая заслуга, благодаря вам всем, да, мы получили
такое призвание, так скажем, на российском уровне этому проекту. Здесь, на этом слайде, я хотела бы отметить, что на сегодня что на сегодня представляет Легион умников как проект. Да? Во-первых, он имеет статус регионального значения. Эти конкурсы входят в рекомендуемый перечень олимпиад и конкурсов Республики Коми, который составляет Министерство образования Республики Коми. То есть этот проект имеет республиканское значение, безусловно. Он поддерживается как Министерством образования, так и Министерством промышленности, а также партнерами, организациями и учреждениями Республики Коми. Непосредственно наш директор новый Алексей Анатольевич, он много усилий вкладывает в то, чтобы партнеры были серьезные организации, да, которые обеспечивали и призовой фонд, и информационную поддержку этому проекту. Это на сегодняшний день это НПЗ «Лукойл», это «Мой бизнес», это «Лавина», это банк ВТБ, это «Книжный мир», Коми республиканская типография, ресурсный центр поддержки НКО Республики Коми. То есть все это, в общем, дает определенный статус этому проекту, да, статус вообще библиотеки, которая будет участником этого проекта, и это обеспечивает вам значимость вашего города, района, да, вашей библиотеки, если вы в этом участвуете, да, как перспективной территории развития. Вот. И что здесь можно сказать? Далее, безусловно, не без вас, все мы вместе взаимодействуем и обеспечиваем этому проекту сетевое значение. Это очень важно, что участниками, да, на сегодняшний день, благодаря вам, могут стать ребята с каждого удаленного района, да, до которого мы там из Сыктывкара не дотянемся, да, и только благодаря вам ребята привлекаются, ребята становятся более грамотными в вопросах права интеллектуальной собственности и предпринимательства. Они знают, куда им обратиться, они знают, благодаря вам, участвуя в мероприятиях, куда можно заявиться с их проектами. Кроме того, мы привлекаем общественность, да, это и преподаватели, это различные средства массовой информации, это родители, это ребята, вот. Ну, то есть проект настолько интересен, что мы свое библиотечное обслуживание, меняем отношение общества к библиотекам вот этим проектом, да, потому что он настолько сегодня идет в ногу со временем, да, и он говорит о том, что библиотекарь сегодня может помочь непосредственно в таких масштабных проектах, в том числе в развитии, в экономическом развитии нашего общества и так дальше. Вот, то есть дальше я могу сказать, что непосредственно мы участвуем в формировании смарт-общества, это формирование креативного общества, открытое образовательное общество, готовое к переменам, да, и готовое, ну, как бы привлекать ребят в очень интересное, так скажем, направление, да, их жизнедеятельности, которое впоследствии может повлиять в принципе на то, что, да, будет расширяться у нас как на территории Республики Коми, малое, среднее предпринимательство, увеличиваться их количество. То есть эти ребята, участники, они потенциальные участники вот этих всех процессов экономических. Ну и какие задачи мы ставим перед нами, стоят на 2021 год. Вот, во-первых, у нас осталось 2 города, это пассивные города, это Печора и Инта, которые мы хотим все-таки охватить. Хотим, чтобы, если нас сегодня слышат библиотеки Печоры и Ухты, может, вы или сами непосредственно на нас выйдете, или, ну, в любом случае, мы-то тоже на вас выйдем, вот. Инты, а я что сказала? Ой, простите. Инты, Печора и Инта, да, у нас те пассивные города, которые на сегодняшний день еще не участвуют в проекте. Вот, нам бы этого очень хотелось. Кроме того, мы хотим разослать письма, это будет в начале 2021 года, на вас, на директоров учреждений, да, библиотек, в котором мы изложим все наши пожелания, да, на 2021 год, в том числе с количественными показаниями, в том числе у нас прошел семинар буквально в декабре, да, когда мы собирали специалистов, которые участвуют в проекте. Вот, мы провели такой обучающий, так скажем, семинар. Вот, и резолюцию этого семинара мы приложим к этому письму. То есть мы хотим от вас получить подтверждение готовности стать участником этого проекта в 2021 году.
Вот. Далее у нас есть в планах получить финансовую поддержку проекта в размере 2,5 миллиона. Это будут оснащаться наши коворкинг-центры библиотек, да, для того, чтобы деятельность наша была более еще удобно нам было развиваться, да, более качественно работа выполнялась, и у вас был какой-то стимул, да, для того, чтобы все-таки мы могли удовлетворять потребности наших потенциальных пользователей, ну, для обеспечения комфортных условий, так скажем. Кроме того, у нас в сентябре запланирован первый съезд ЦПТИ. Мы планируем быть участником ЦПТИ. Это большой международный проект, в котором мы участвуем. Вот, и мы хотим объединить все ЦПТИ, которые созданы на базе, у нас в Республике Коми, да, объединить их. И вот, безусловно, на этом съезде будет выставка работ участников проекта «Легион умников». Мы будем о них говорить, мы будем о них заявлять, мы будем показывать общественности то, что у нас есть такие талантливые ребята, которые сегодня уже могут быть конкурентоспособны именно в области там, предпринимательства в том числе. Вот, и это очень важно, и там будут присутствовать первые люди, ну, министерства, ведомства, и, безусловно, это будет характеризовать, если ваши участники попадут, да, в эту выставку, они будут призерами конкурсов, безусловно, это будет характеризовать ваш город, район в том плане, то, что о ваших талантливых ребятах узнают. Вот. Кроме того, мы планируем в декабре провести 6-й республиканский семинар взаимодействия публичных библиотек по вопросам права интеллектуальной собственности и предпринимательства. Но это уже такой традиционный семинар, в котором участвуют библиотеки, которые задействованы в команде проекта. И, в принципе, все уже о нем знают, но тем не менее он будет, и мы будем продолжать эту деятельность, делиться опытом, который мы накопим за 2021 год. Ну и количественные показатели, о них я не могу не говорить. Вот они у вас перед глазами. Это те требования, которые мы будем предъявлять каждой библиотеке, да, чтобы вы могли посмотреть, на что мы вас, как скажем, сподвигаем, да. Вот. Уверена, что они все мы хорошо взвесили, мы посмотрели, на что способны. Мы прожили 2020 год, который он был не самый легкий, да, и все бы участники справились с количественными показателями, которые были чуть, конечно, пониже. Но на сегодняшний день мы адаптированы уже в те условия, в которые были поставлены. И поэтому видим для себя чуть увеличенные количественные показатели, но они все продуманные, они все взвешенные. Вот, и поэтому, да, тут чуть-чуть циферка неправильная по количеству участников мероприятий. Итого там 3024, в общем. Вот, мы окажем. Какая? Ну, потому что у нас библиотек-то участников много, а это для каждой библиотеки. Да, и в общем мы, следующие количественные показатели. Ну и, наверное, у меня все. Да, уважаемые коллеги, вот действительно это очень сложно на самом деле. Я бы хотел обратить все-таки внимание ваше на вот эти проекты касаемых ЦПТИ и Легион умников, то, о чем мы с вами говорим. Мы эти проекты для себя выбрали в качестве таких приоритетных вещей. Мы будем их очень широко развивать, искать партнеров для них, да, потому что мы понимаем, насколько это на сегодняшний день важно и какую важную роль и миссию сегодня несут библиотеки в этом вопросе. Потому что никому это не нужно. По большому счету, вот мы сколько анализ проводим, все пытаются создать какой-то план, какой-то план орг мероприятий, говорят о какой-то стратегии там развития интеллектуального и так далее, так далее. Но при этом, при всем, мы понимаем, что мы делаем очень большую, очень важную работу. Я бы очень хотел, чтобы в эту работу включилась Печора и Инта. Вот, потому что коллеги, вот вы теряете что-то большее. То есть это не только создание коворкинг-центров или еще каких-то вещей. В Печоре я только что был, я видел, у вас есть все возможности для того, чтобы этот центр создать. У вас фактически уже все для этого есть, для этого все готово. Остается лишь только включиться в эту работу и нам с вами проработать оснащение соответствующими инструментами и соответствующим оборудованием для того, чтобы смогли это реализовать и смогли это сделать.
Спасибо. Людмила Николаевна, у вас там... Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Вы видите название моего выступления «2 года в национальном проекте. Опыт достижения перспективы». Мне бы хотелось... Не перелистывается. Ну, так. Мне бы хотелось прежде всего назвать некоторые цифры. Надо сказать, что наш регион очень удачно вошел в этот проект, национальный проект культуры в части создания модельных библиотек. И вы видите положительный результат на экране. За 2 года мы открыли 25 модельных библиотек. Вот 25-я будет 30 декабря открываться. Это 10-й филиал в Эжве. Из них 2 центральные библиотеки и 11 детских, детско-юношеских библиотек. 10 библиотек открыты по национальному проекту «Культура» за счет федеральных средств, в том числе 1 библиотека на Варгашоре открыта в 2020 году. 14 модельных библиотек открыты в этом году, в том числе 4 обновленные библиотеки в СКЦ, социокультурных центрах. Задавался вопрос, что это такое социокультурный центр. Это новые, заново построенные здания, в которые входят и библиотека, и культурно-досуговые учреждения. То есть это своего рода дом культуры на селе. Библиотеки здесь входят в структуру ЦБС. Наиболее активные участники нашего проекта – это ЦБС Воркуты, где уже открыто 3 библиотеки модельные, Сыктывкар тоже 3, и Карткирос, Усть-Кулом и Эжва по 2 модельные библиотеки. В 2021 году мы планируем открыть 2 библиотеки по национальному проекту культуры, это федеральные средства Воркута и Ухта, и за счет субсидий из республиканского бюджета 4 библиотеки. Это филиал 17-й в Печоре, Нижний Одес в Сосногорске, и Центральная детская библиотека Сыктывдинского района и филиал Нёбдинский в Карткиросской ЦБС. По нашему анализу вообще не заявлены пока в проекте 2 наших ЦБС. Это Инта и Усть-Вымский район. Поэтому, коллеги, подключайтесь. И очень хотелось бы, чтобы вы тоже участвовали в этом процессе. Далее я хотела бы вам немного пройтись по тем библиотекам, которые открыты в этом году, поделиться впечатлениями и рассказать немного, буквально не по нескольку слов об этих библиотеках. Первая библиотека – это филиал номер 9 ЦБС города Сыктывкара. Это уже 3-я модельная библиотека, которую создали наши коллеги из Сыктывкарской ЦБС. Ну вот, я бы хотела сказать, что вновь сотрудниками ЦБС очень хорошо проработана концепция этой библиотеки, в том числе визуальная концепция этой библиотеки. И в основу визуальной концепции интерьера положено, конечно же, краеведение, 3 цвета флага, синий, белый, зеленый. И, кроме того, использованы в интерьере коми-орнамент и элементы стефановской азбуки Анбор. Очень интересные, вот вы видите, элементы в оформлении этой библиотеки. Например, такой подвесной стеллаж выполненный в виде контура карты Коми Республики. Конечно же, здесь расположился краеведческий фонд.
Кроме того, изюминкой этого филиала является и продуманная, очень продуманная экскурсионная тропа, называется она «Тропой Коми Легенд». В библиотеке очень длинный коридор, и коллеги использовали его для проведения экскурсий «Тропой Коми Легенд». На стенах этого коридора расположились герои легенд и преданий Коми народа, и, само собой, здесь проводится очень интересная экскурсия. Ну и очень продумано зонирование в этой библиотеке. Прежде всего, событийный зал, так называемый, я так полагаю, синий зал, который из читального зала легко трансформируется в зал, где проводятся различные мероприятия, в том числе праздники могут проводиться, где могут проводиться дискуссионные мероприятия, а также кинопоказ, потому что здесь как раз предусмотрены большая интерактивная панель и так далее. Далее в этом же зале находится зона IT. Здесь несколько армов расположились, и посетителям предлагается доступ и к НЭП РФ, НЭП РК, президентской библиотеке, ну и, конечно же, возможности Литрес. В библиотеке также предусмотрены две зоны, вернее, зона детского чтения, которая поделена на две части. Это подростковая зона и зона для малышей. И, как всегда, технически она очень хорошо оснащена. Но, кроме этого, я бы хотела сказать, что вот эта библиотека потратила не зря средства и на обновление фонда. Приобретено очень много книг, в том числе детской литературы, причем книг очень... Я даже вот вам хочу зачитать. Я даже таких названий не знаю. Вимельбухи, книжки, в которых совсем нет текста, но зато есть много-много мелких картинок на каждой странице. Книги-панорамы, книги-пазлы, поп-ап, книги с трехмерными мирами, говорящие книги, книги с движущимися картинками, книги энциклопедии 4D с дополнительной реальностью и так далее. В общем, здесь возможности для чтения, для проведения культурного досуга у детей самые разнообразные. И дальше еще здесь отдельно организована зона коворкинга и игрохолл. При входе в библиотеку игровой холл расположен. Очень интересная библиотека. При возможности библиотека находится в районе Карла Маркса, улицы Карла Маркса, и товаров для дома будет возможность обязательно посетить эту библиотеку. Следующая библиотека, которая открывалась буквально практически в один и тот же день. Это Центральная детская библиотека «Алый парус» Эжвинской ЦБС. Многие директора были на одной из совещаний, мы посетили эту библиотеку, но в этом году она предстала в обновленном виде. Совершенно обновленная, интересная, яркая, с обновленной мебелью, с новым техническим оснащением, с новыми ресурсами. Обновился и фонд этой библиотеки. Так, здесь я что хотела сказать. И вот слоган этой библиотеки «Здесь сбываются мечты». И когда мы посетили эту библиотеку при открытии, мы действительно поняли, что детям здесь будет интересно. И если бы не условия пандемии, я полагаю, что здесь был бы ажиотаж даже в день открытия этой библиотеки. Очень интересное техническое оснащение у этой библиотеки. На слайде вы видите фотографию с такой интерактивной картой Республика Коми. Карта, которая используется сотрудниками библиотеки на различных мероприятиях. Если вас заинтересует, то вы можете обратиться в эту библиотеку, где можно приобрести такую замечательную карту, которую можно использовать на мероприятиях. Далее, детская библиотека
детская библиотека Каркиросской ЦБС. Вот надо отметить, что и эта библиотека, так же как центральная библиотека ТЦБС, она выполнена в единой стилистике. Все продумано, и партнерами по осуществлению этого проекта является Витарус. И, кстати, это, наверное, вот у единственной ЦБС нет претензий к этому партнеру. Все как-то очень хорошо и плавно отработано с этим партнером. В этой библиотеке точно так же обновлен фонд на 2000 новых поступлений детских книг в этой библиотеке. И вот это небольшое помещение, оно вмещает в себя несколько зон, очень интересных, в том числе и зоны индивидуальной работы, зоны работы массовых мероприятий. Очень интересные мероприятия запланированы в этой библиотеке. Продолжит работу кружок по робототехнике, клуб любителей Лего, мультстудия, театральный клуб Буратино, школа классического чтения и скорочтения и так далее. Очень много интересных мероприятий, которые сотрудники этой библиотеки уже осуществляют на территории учреждения. Так, далее. Одновременно, практически друг за другом, открылись две библиотеки сельской местности. Это Зеленецкая модельная библиотека, филиал имени Лаюрова, и Григякская библиотека, филиал Усть-Куломской ЦБС. Они даже чем-то похожи, эти две библиотеки. Дизайнером выступала Надежда Карпова, но все равно эти две библиотеки имеют свою индивидуальность. Вот Зеленецкая библиотека, она такая очень яркая, светлая, радужная, но библиотека носит имя Александра Лаюрова, земляка и писателя, коми-писателя, и сохранили библиотекари уголок Лаюрова и пополнили его новыми документами, и нужно сказать, что даже есть документы, которых нет в Краеведческом музее. Эта библиотека точно так же пополнила фонд свой новыми поступлениями, и зонирование. Здесь вы видите и детскую зону, здесь есть зона индивидуальных занятий, зона коворкинга и массовых мероприятий. У этой библиотеки есть очень хорошие традиции. Здесь занимается клуб вдохновения, и чтобы еще более порадовать своих пользователей, эта библиотека закупила звукозаписывающее оборудование, и теперь вот участники этого клуба вдохновения могут записывать свои выступления, и подкасты в том числе, и выступления, что очень радует пользователей. Совершенно таким радужным, я бы сказала, таким ярким было открытие библиотеки в Югидяге. Эта библиотека находится в отдаленном селе, многонациональном селе. Здесь живут 17 национальностей, и очень радовало, что библиотека находится в Доме культуры, и многие принимали участие, помогали в создании этой библиотеки, в открытии этой библиотеки. И опять же повторюсь, если бы не пандемия, наверное, бы здесь был огромный ажиотаж в этой библиотеке при открытии. Точно так же здесь предусмотрена и детская зона, и зона массовых мероприятий, и зона коворкинга. Но вот я обратила внимание, здесь интересная создана зона кварт, и оборудована она, здесь будет проходить и фотостудия, и клуб технического творчества, и мультстудия. Все для этого предусмотрено в этой зоне. И, наверное же, это будет интересно не только детям и молодежи, но и взрослым, которые будут ходить в эту библиотеку. Очень яркая, такая энергичная, я бы сказала, библиотека получилась. Вот мы недавно были с Алексеем Анатольевичем в Воркуте.
и очень порадовали воркутинские библиотеки. Мы посетили 4 библиотеки, 3 из них уже модернизированы, и на следующий год будет модернизироваться центральная библиотека этой ЦБС. Вот нас очень впечатлила библиотека поселка Варгашор, такая благородная библиотека во всех отношениях, и в отношении цветовой гаммы, и пространства, и содержательной части. На улице холод, темно, и такое пессимистическое такое настроение, а заходишь в библиотеку, очень яркая такая насыщенная цветовая гамма, но, я повторюсь, благородная, светло, уютно. И вот мы зашли, в библиотеке тусовались дети, и не выгонишь их оттуда, я полагаю. За одним из этих детей пришла мама, но ребенок совершенно не хотел уходить из этой библиотеки. Очень радует, что такие библиотеки у нас появились и в Северной Воркуте. Вторую библиотеку мы открывали в Воркуте. Это библиотека-филиал имени Дерман. Она небольшая библиотека, где-то 125 квадратов, но и здесь коллеги предусмотрели зоны определенные и детского чтения, и молодежного чтения, и зона игровой зал, и IT-зона, и лекционный зал. Тоже получилась очень такая интересная, обновленная, и технически обновленная, и ресурсно обновленная, и информационно обновленная библиотека. Фонд тоже обновился в этой библиотеке достаточно успешно. Далее, вот я не была на открытии детской библиотеки в Ударе, но очень порадовала концепция этой библиотеки. Она узнаваемая, она имеет свое лицо, и в основе визуализации этой библиотеки положено произведение Елены Афанасьевой «Дуда Платё». Рисунки по мотивам сказки украшают мебель и стены этой библиотеки. И, понятное дело, эта библиотека узнаваемая. И очень приятная эта библиотека даже визуально. Конечно же, мы общались с Алиной Робертовной, и она подтвердила, что то же самое обновлен и фонд библиотеки, удалось обновить детский фонд, и технически соответствующе оснащена эта библиотека. Ну и Польская библиотека-филиал, она одной из последних сейчас открывалась. Вот эта библиотека, ну, наверное, особая. Я полагаю, что здесь вложена энергия и силы Татьяны Борисовны Хмурковской, которая безвременно ушла от нас буквально в этом месяце. Но я помню, что в прошлом году эта библиотека у нас победила в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры. И мы отметили не только те очень интересные, яркие проекты и мероприятия, но и тот факт, что библиотека и библиотекарь привлекла на свою, перетащила буквально на свою сторону, на свою территорию подростков, которые неблагополучных подростков, сумела их заинтересовать, и как результат несколько подростков были сняты с учета в инспекции по делам несовершеннолетних. Вот это ли не показатель такой хорошей работы библиотеки, эффективной работы библиотеки? И думается, что вот в обновленных условиях модернизированной библиотеки, конечно же, библиотека еще дальше будет шагать, и она будет привлекательна для жителей села Подь. Успехов этой библиотеки. Заканчивала уже и принимала эту библиотеку исполняющая обязанности директора ЦБС Гачко Евгения Павловна.
Ну вот перейдем еще к 4 библиотекам, которые открыты у нас в социокультурных центрах. Первая – это библиотека в селе Почере Вуктыльского района открывалась. Затем открывалась у нас в Ньеворике сельская библиотека, тоже в социокультурном центре. Я бы не назвала эти библиотеки модельными, но обновленными, конечно, их можно назвать. Здесь, конечно, еще нужно работать поставить себе цель, чтобы действительно назвать эти библиотеки модельными, нужно и обновить и фонд значительно, и укрепить материально-техническую базу, техническое оснащение этих библиотек. Но вот 2 следующие я бы уже назвала. Это Усть-Ухтинская сельская библиотека Сосногорской ЦБС и в особенности библиотека деревни Горьковская Сысольской ЦБС. Так, не переключается назад. Ой, куда улетела? Так. Извините за задержку, улетела куда-то моя презентация. Так, еще. Дальше. 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 Что не листается? Застряла? Так. Еще. Техника сегодня чего-то у нас барахлит. Ну. Так. Дальше еще. Нет. Перескочили. Так, ну вот Усть-Ухтинская. Дальше еще на один слайд. Дальше. Так, Усть-Ухтинская сельская библиотека Сосногорской ЦБС. Конечно, ограниченные возможности финансовые были у этой библиотеки, но удалось закупить мебель, обновить фонд. Но вот изюминкой этой библиотеки является то, что они обыграли в оформлении библиотеки, отдали дать память известным личностям, которые родились на территории Усть-Ухты. Это первый коми-летчик Истомин и коми-писатель Яков Рочев. Я очень надеюсь, что эта библиотека действительно у нас будет с полным правом, мы ее вскоре назовем модельной библиотекой, потому что здесь работает очень заинтересованный, энергичный и яркий библиотекарь, который действительно постарается сделать эту библиотеку в полном смысле модельной.
Ну и вот хотелось бы поделиться впечатлениями о о Горьковской библиотеке Сысольской ЦБС. Вот эту маленькую библиотеку с полным правом можно назвать уже модельной. Она во всех отношениях продумана, и не только антураж этой библиотеки, не только мебель, но и обновлен фонд. Здесь присутствует и очень много детской литературы, краеведческой литературы. И посыл этой библиотеки прежде всего краеведение. Технически оснащена эта библиотека, предусмотрены 2 арма для пользователей, закуплен и экран, и технические приспособления различные, в том числе для детей, и предусмотрены, хотя и маленькая библиотека, но предусмотрены зоны и детская зона, и зона работы на компьютерах, и зона проведения массовых мероприятий. Благодаря мебели, трансформеру, можно трансформировать это пространство библиотеки, передвигать ее мебель и делать пространство иным. Поэтому здесь я очень хочу поблагодарить директора ЦБС Габудинову Екатерину Александровну и заведующую отделом культуры Сысольского района Дурневу Наталью Леонидовну. Они вложили, конечно, очень много усилий, сил, энергии в создание этой маленькой модельной библиотеки. В заключение этого блока я хочу вам зачитать слова Дуды Вадима Валерьевича. Это он сказал эти слова на одной из презентаций наших библиотек. Высокая динамика по открытию модельных библиотек на территории вашего региона – это показатель работы сотрудников библиотек. Очень важно не останавливаться на достигнутом. Это очень приятно. И вот здесь я выложила фотографии героев дня. Это те директора ЦБС, которые в этом году осуществили проекты по модернизации библиотек. Причем 2 ЦБС, это Воркутинская и Эжвинская ЦБС, открыли по 2 модельные библиотеки. И, конечно же, я не могу не сказать несколько слов о Татьяне Борисовне Хмурковской. Наши коллеги, отдать ей дань уважения, вспомнить ее. Она, в моем понимании, была директором, борцом таким, бойцом. Она очень ратовала за свои библиотеки, за свою центральную библиотеку боролась, чтобы вывести ее из такого неприглядного аварийного помещения. Но удалось только пока вывести центральную детскую библиотеку. Надеемся, что все-таки в будущем центральная библиотека ТЦБС приобретет новое помещение. Я вспоминаю приход Татьяны Борисовны Хмурковской, ее на приезд на одно из первых ее совещаний директоров, это начало 2000-х годов. Она очень быстро вошла в ваш директорский коллектив, очень энергичная, со своим мнением, со своим таким напором, но всегда она выступала очень много у нас и на совещаниях директоров, и на школе директоров. Запомнилось ее выступление в Екатеринбурге, когда мы ездили на школу директоров. Она впечатлила не только свердловчан, но и нас тогда, рассказывая о Кажемском заводе, о проекте, который они тогда осуществляли. Она выступала и на последнем нашей школе директоров в Белгороде. Она очень много усилий приложила для того, чтобы сотрудники ее ЦБС были в курсе всех нововведений, новшеств, которые происходят в библиотечном нашем сообществе. Вывозила их на библиокараваны в разные регионы, посылала своих сотрудников на различные мероприятия обучающие и в Вологду, и в Киров, в Москву, Санкт-Петербург, и прилагала все усилия для того, чтобы
Действительно, библиотеки и ЦБС звучали в нашем библиотечном сообществе. И в прошлом году на конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры и ее работника победили как раз и в одной, и в другой номинации и библиотека, и сотрудник библиотеки. Вот библиотека Поть как раз победила, и сотрудник библиотеки деревни Грива победила тогда. Светлая память нашей коллеги, и мы будем помнить ее всегда. Ну, а теперь, коллеги, мы переходим к следующему разделу. Это уже какие недочеты, недостатки у нас при осуществлении вот этого проекта. Я вам горячо рекомендую прочитать статью Марины Ивашиной, руководителя учебного центра Белинки, «Не пуфиками едиными». Если вы наберете в интернете эту статью, вы ее найдете и прочитаете. Очень правильные слова. Я не буду зачитывать, потому что действительно одно дело создать библиотеку, другое дело наполнить ее содержанием и в дальнейшем развиваться. Поэтому это очень важная задача. Здесь тоже я привела несколько вам цифр о заявках наших на федеральный конкурс. У нас прошли 3 заявочные кампании, 4-я, я надеюсь, будет в марте или апреле следующего года. И вот что у нас здесь получилось. На 2019 год у нас было 20 заявок, прошли конкурсный отбор 9. На 2020 24 заявки с учетом дополнительного набора прошла только 1. И на 2021 год 12 заявок, и прошли только 2. Вот идет такое снижение, да, мы можем даже сделать некоторые выводы, что наши заявки не все, конечно, но в большинстве своем не конкурентоспособны. Поэтому нужно приложить массу усилий вот на 4-ю заявочную кампанию, чтобы достойно подготовить документы. Буквально на той неделе проектный офис прислал мне документы по разбору наших заявок. Мы перешлем их вам на места. На слайде я выделила основные такие недочеты, которые проектный офис и выделил, основные замечания федерального центра, которые выделены в документах наших библиотек. Низкий процент пополнения фондов от 1,2 до 4,5. Вы знаете, что минимальный хотя бы 5%. Конечно, это не зависит в большей степени от библиотек, а зависит от финансирования, которое поступает или не поступает. Но вот это абсолютно у всех отмечено, вот этот низкий уровень процентов пополнения фондов. Поэтому на это нужно обратить внимание. Следующее. Недостаточно проработаны планы мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала. Здесь я обращаю ваше внимание, что прежде всего вы должны в этих планах указать повышение квалификации в обязательном порядке. Даже если ваши сотрудники проходили повышение квалификации, вы на 3 последующие года после года заявки, заявки, то есть в данном случае вы должны были, если мы будем, так скажу, если мы будем заявляться на 22-й уже год, у вас план мероприятий по развитию компетенции должен быть на 23-й, 24-й, 25-й годы. Поэтому это в обязательном порядке учтите, и повышение квалификации на 3 года вы в обязательном порядке расписываете. Следом будет выступление Натальи Гурьевой, она более подробно расскажет о возможностях обучения персонала, поэтому ее рекомендации вы в обязательном порядке учтите. Дальше, какой недочет? Это сметы не соответствуют методическим рекомендациям у 9 библиотек. Мы говорим о заявках, которые пошли на 2021 год. То же самое, следующий недочет. Недоступность для лиц с ОВЗ у 5 библиотек.
Неправильно прописан статус учреждения в уставах у 2 библиотек. Обращаю ваше внимание, в обязательном порядке свои уставы посмотрите и как прописан статус учреждения. Не приложены копии наград, поощрений и других документов, подтверждающих участие в конкурсах, проектах и движениях у 2 библиотек. В обязательном порядке посмотрите, вы теряете на этой позиции баллы. Дальше. Технический осмотр зданий проводят организации, не имеющие членства в СРО, саморегулируемые организации, или вообще не проводился технический осмотр здания. Вот у 3 библиотек. На это обращайте внимание в обязательном порядке. Дальше я вывела на слайд замечания, которые уже мы вам делали неоднократно, наш проектный офис, Национальная библиотека. И резюмируя, я вот здесь вам еще раз хочу сказать, что уже 3 заявочные кампании прошли, и вот будет 4-я. Вывод такой, что большинство практически не умеет выстраивать и готовить стратегические документы. Здесь в данном случае речь идет о концепции. Вы используете рекомендации, очень часто повторяете штампы, стандартные фразы, буквально берете фразы из рекомендаций. Я вам хочу сказать, что концепция – это должен быть выстраданный вами документ, это индивидуальный ваш документ, именно вашей библиотеки, которую вы готовите. Далее, вот еще следующее замечание. Непроработанность, отсутствие взаимосвязи между документами. Например, вы пишете концепцию модернизации, но не стыкуются некоторые позиции в статьях сметы расходов. Обратите на это внимание особое. Вы проводите опрос населения, но план организации проведения культурно-просветительских мероприятий на следующий год после участия в проекте, он опять же не стыкуется с теми запросами, которые вы выводите, вы делаете вывод, говоря о запросах населения. Вы проводите опрос сотрудников, но идут опять же нестыковки в плане мероприятий по развитию компетенций, повышению квалификации основного персонала. Обратите на это внимание. В концепции каждый последующий раздел, последующий документ взаимосвязан с предыдущим. В обязательном порядке это смотрите, и чтобы действительно получился такой документ, который говорит о развитии вашей библиотеки, а не какой-то другой в целом. Так, дальше еще один момент, что поразительно. Затруднение вызывает наполнение и плана мероприятий, событиями, плана мероприятий, культурно-просветительских мероприятий. Отсутствуют инновационные формы работы. Сейчас необходимо включать туда и онлайн-форматы, оригинальные названия мероприятий, учитывать тренды общероссийские, общереспубликанские, учитывать запросы пользователей, социально-экономическую и культурную ситуацию вашего района, вашего села или вашего города, где находится библиотека. Вот этот раздел, этот план нужно отработать от и до. Дальше еще один недочет. Отсутствие видения социального эффекта появления учреждения нового поколения на территории, на селе или в городе. Вот это вызывает наибольшие затруднения в заявках ваших, вернее, в концепциях ваших, когда вы описываете вот этот раздел. Будьте очень внимательны, посмотрите. Мне в свое время очень понравился вот этот раздел, как описала Краткеровская центральная библиотека. Они, во-первых, взяли всех своих партнеров, расписали их и посмотрели, что они будут иметь в результате ведения и модернизации центральной библиотеки. Они также сделали выводы, какие сервисы, услуги, новые формы и форматы работы будут введены
для населения, для пользователей. Поэтому учтите это и отработайте, пожалуйста, этот раздел при подготовке вот следующей нашей заявочной кампании. И еще одно замечание, на которое мы неоднократно уже обращали внимание, это неотработанные резюме сотрудников в части описания планируемых мероприятий. Я еще раз вот вам вывела на слайд те представления библиотекаря о том, какой они видят модельную библиотеку. Но вы же директора, вы должны посмотреть, что ваши сотрудники пишут в этих представлениях. Но это просто смешно. Это мы взяли еще вот эти вот позиции мы взяли еще с первых заявок. Но я вас уверяю, что и вот в третьей заявочной кампании абсолютно были такие же рассуждения у сотрудников библиотек. Значит, делаем выводы, что сотрудники не готовы к модернизации библиотек. Значит, нужно провести определенную работу и обучение сотрудников. Иначе каким образом эти сотрудники будут работать в новой модернизированной библиотеке? Дальше рекомендации. Я бы хотела вам еще раз обратить внимание на сайт «Библиотека нового поколения» и на несколько вебинаров, и на несколько документов, которые здесь располагаются. Я не буду много говорить, вот особо обратите внимание на конструктор проектирования библиотечных пространств. Я дала ссылочку, чтобы найти легче было этот конструктор на сайте. Здесь дается подробная пошаговая рекомендация по созданию модельных муниципальных библиотек, примеры библиотечных помещений и мебели под различные задачи. И, соответственно, обращаю ваше внимание на вебинар, который проводила Надежда Карпова «Создание модельных библиотек с нуля». Тоже ссылочку даю. Очень важные и нужные документы для того, чтобы действительно начать или даже продолжить модернизацию библиотек. И еще обращаю ваше внимание на вот эти два документа. Это экспертный опрос комплектования фондов модельных библиотек. Первый опыт. Это Российская государственная и Российская национальная библиотека проводили этот опрос среди библиотек, модернизированных в 2019 году. Очень важные посылы, важная информация для формирования фондов библиотек. Ну и, соответственно, даю ссылочку вам на семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей на тему «Фонд детской литературы в библиотеке. Создание эффективной модели». Вообще хотела сказать вам, чтобы вы обращали внимание на новости, которые размещаются на сайте «Библиотека нового поколения», они практически ежедневно открываются новые библиотеки, и обращайте внимание на ту информацию, которая дается по открытию библиотек. Здесь можно очень важные моменты для себя открыть. Это и формирование фондов, это и зонирование, это и техническое оснащение библиотек, это и подходы других регионах к модернизации библиотек. Очень много интересного, очень много интересных регионов, и библиотек открываются, особенно в Сибирском регионе, это Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, ну и другие регионы. Обращайте, прошу, внимание на эти библиотеки. И в заключение о перспективах. Перспективы у нас с вами мы выстраиваем по дорожной карте, стратегической дорожной карте, как назвал ее министр. На слайде я привела. Это то, что вы в Excel заполняли информацию на сегодняшний день. Вот 191 библиотека, в том числе 19 центральных библиотек, вы заявили на модернизацию и приведение в соответствие с модельным стандартом. 74 библиотеки, они не соответствуют нормативам, но все-таки вы стремитесь сохранить эти библиотеки и обновить в соответствии с востребованностью населения. И 32 библиотеки вы заявили на перевод на альтернативное обслуживание и сохранение библиотечной услуги.
Я думаю, что сейчас вот мы и актуализируем эту дорожную карту, мы разошлем еще раз в вашей библиотеке, и вы еще раз посмотрите, возможно, произошли какие-то изменения, и, возможно, вы внесете эти изменения в эту дорожную карту, чего мы очень просим сделать вас в январе. Если это, или если даже возможно это до конца года, то будет совершенно замечательно. И последнее, в общем, здесь по своему основному выступлению я заканчиваю. Я вас призываю дальше продолжать участвовать в нашем замечательном проекте модернизации библиотек. И я полагаю так, что еще 2-3 года это точно этот проект будет развиваться. Давайте воспользуемся всеми возможностями, которые нам предоставляет и регион, и федеральная программа, национальный проект «Культура». Успехов вам в вашем нелегком труде. То, что уже сделано за 2 года, это вызывает только положительные отклики и отзывы. Удачи вам, успехов и здоровья, творческих успехов в следующем году. С наступающим вас Новым годом! А теперь я несколько слов скажу по стопам, по следам выступления Алексея Анатольевича. Он говорил о том, что мы участвуем в следующем году в таком конкурсе «Библиотечная аналитика», который ежегодно объявляет Российская национальная библиотека. Перед нами поставлена задача войти в топ-10 регионов Российской Федерации. И я очень и очень прошу вас отнестись к этому тоже очень серьезно и очень серьезно подготовить ваши аналитические теперь отчеты, не просто отчеты о деятельности муниципальных библиотек. Без ваших отчетов вот такой участвовать в этом всероссийском конкурсе мы просто не сможем. Ваши отчеты мы ждем, ну вот те аналитические отчеты мы ждем до конца февраля, но поскольку нам необходимо будет сделать аналитическую справку на итоговую коллегию, поэтому небольшие аналитические справки прошу вас подготовить до 1 февраля. Но статистику вы сами знаете, сроки подготовки статистики вы сами знаете. Дальше еще один момент. Значит, Алексей Анатольевич говорил еще о конкурсах библиотекарь года, на лучшее учреждение библиотечное, 3 конкурса. В этом году мы все-таки запускаем конкурс «Молодой библиотекарь», разрабатываем сейчас положение о нем. Кроме того, мы запускаем конкурс именных библиотек, разрабатывает это положение Сыктывдинская ЦБС, и мы запускаем, вернее, состоится конкурс на лучшее сельское учреждение культуры и его работника. Все-таки в конце года он состоится, как нам сказали в Министерстве культуры, поэтому я очень прошу готовить библиотеки на этот конкурс. Вот, наверное, все, что я хотела вам сегодня сказать. Очень жаль, что мы не видим друг друга, не можем общаться воочию, но я думаю, это временно. Всем успехов и спасибо за внимание. Так, сейчас мы включаем. А сейчас, коллеги, мы в записи включим вам выступление Натальи Владимировны Гурьевой, или мы сделаем перерыв? Перерыв, да? Нет, перерыв делаем? Хотя бы 15 минут? Нет, не делаем. Да-да-да.
включаем мы Наталью Владимировну Гурьеву, непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми, возможности и перспективы. Наталья Владимировна будет присутствовать здесь, поэтому если есть возможность и необходимость задавать вопросы, вы можете писать. Нету возможности? Наташа придет. Так, значит, если есть необходимость задавать вопросы, пишите нам, как это называется, в чате тоже, да? Так. Итак, начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Гурьева Наталья Владимировна, главный библиотекарь научно-аналитического отдела Национальной библиотеки. Тема моего сообщения – непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми, возможности и перспективы в 2021 году. Образование, обучение работников, конечно, всегда было очень важно, но особенно, очевидно, это сейчас. С 2019 года в стране реализуется нацпроект «Культура», который предполагает и новые требования, и новые возможности для обучения сотрудников библиотек. И то, что было заявлено в нацпроекте, подтвердилось на практике в начале 2020 года и до настоящего времени подтверждается. Когда мы в условиях пандемии перешли преимущественно в онлайн-формат работы как с пользователем, так и в плане профессионального взаимодействия. И эти сложные условия нам показали, что теперь уже вся наша работа будет строиться совершенно на иных началах, преимущественно цифровых и дистанционных, в том числе с переводом наших традиционно офлайн мероприятий в режим онлайн. Мир сейчас стремительно меняется, появляются новые технологии, и запросы пользователей предполагают наличие совершенно новых навыков у библиотекарей. И в связи с этим мы должны понимать, что во главу угла должны быть поставлено развитие компетенций и навыков у работников библиотек в области медиаграмотности. Как будут организованы обучающие мероприятия в 2021 году? Мы знаем, что в соответствии с федеральным законом об образовании структура системы образования включает в себя профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. Помимо этого, традиционно в структуру системы непрерывного образования мы включаем профессиональные мероприятия без итогового получения документов установленного образца. Это различные конференции, чтения, семинары и так далее. Обучение на рабочем месте, а также такая важная часть непрерывного образования, как самообразование. Эта структура в 2021 году будет продолжать свою реализацию на различных уровнях, на федеральном, на региональном, на муниципальном уровне, внутри библиотеки и в плане самообразования. Какие мы будем иметь возможности в 2021 году? На федеральном уровне, если мы опустим академическое образование, то есть обучение в вузах и СУЗах, мы рассмотрим возможности повышения квалификации и профпереподготовки в 2021 году. Конечно, в первую очередь это те возможности, которые предоставляет нам нацпроект «Культура». Он объединяет 3 федеральных проекта, в рамках которых возможно обучение преимущественно дистанционное за счет средств федерального бюджета. Это проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Проект «Культурная среда» дает возможность повысить квалификацию сотрудникам модельных библиотек нового поколения в ведущих учебных центрах страны. Это РГБ, РНБ, Российская государственная библиотека для молодежи, Российская государственная детская библиотека, а также ведущие вузы культуры. В связи с обучением работников модельных библиотек нужно сказать, что в проектном офисе РГБ и Министерстве культуры Российской Федерации среди основных недочетов в заявках на 2021 год от библиотек республики было указано на недостаточно проработанные планы мероприятий по повышению квалификации персонала на 2022-2024 годы. И среди замечаний было высказано следующее. Во-первых, в заявках необходимо планировать мероприятия на 2022-2024 годы, то есть на 3 последующие после реализации проекта года. В заявках были указаны совершенно другие сроки. Обязательно указывать не только образовательные программы, но и учреждения, где планируется проводить обучение сотрудников. Обязательно планирование на 3 года обучения сотрудников в организациях, соответствующие лицензии на предоставление образовательной деятельности, там, где выдают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Зачастую указываются только мероприятия неформального характера, то есть те мероприятия, в результате которых сотрудники не получают удостоверение повышения квалификации. Все эти мероприятия должны быть лишь дополнением к плану повышения квалификации.
Творческие люди. Реализацию проекта на региональном уровне обеспечивает оператор учебный центр Центра народного творчества и повышения квалификации. Контакты указаны на слайде. С Мишариной Валерией Игоревной можно связываться по всем вопросам, которые касаются участия в этом проекте. Ежегодно Министерство культуры республики определяет квоты для учреждений республики. Так, региональная квота на 2021-2024 годы составит 296 человек для всех учреждений культуры Республики Коми, в том числе и для библиотек. Из них 228 квот распределяются между муниципалитетами, где уже управление культуры на своем уровне распределяет количество обучающихся среди всех учреждений культуры, в том числе и среди библиотек. И оставшиеся 68 человек – это уже государственные учреждения культуры для участия в проекте «Творческие люди». Всего на 2021 год заявлено 36 образовательных программ по всем актуальным направлениям деятельности современных библиотек от ведущих учебных центров страны. На 2021 год заявлено уже 8 участников проекта, на слайде они представлены. Это ведущие нашей федеральной библиотеки и ведущие вузы культуры. В департаменте модельных библиотек РГБ в декабре 2020 года открылся Центр непрерывного образования и повышения квалификации. Ранее бесплатно повысить квалификацию в РГБ могли только сотрудники модельных библиотек. Теперь же образовательные программы стали доступны для сотрудников всех библиотек страны в рамках проекта «Творческие люди». В 2021 году Центр начнет дистанционное обучение по 4 программам. Это программа по деятельности модельных библиотек и 3 программы по сохранности библиотечных фондов. Вот этой проблеме сохранности библиотечных фондов сейчас со стороны Министерства культуры Российской Федерации обращено особо пристальное внимание. Помимо образования, Центр будет заниматься методической поддержкой библиотек, проведением стимулирующих мероприятий, различных конкурсов, семинаров для обменов опыта и так далее. Информация о обучающих программах представлена на сайте «Новая библиотека», вкладочка «Образование». Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Здесь действует федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Все материалы представлены на образовательном портале «Учеба онлайн». Цель этого проекта – организация обучения компетенциям и технологиям, которые востребованы в условиях цифровой экономики. В 2020 году обучение проходило по 3 образовательным программам, каждый в объеме 18 часов. Это основы цифровой грамотности, обработка персональных данных и основы цифровой трансформации. Но с 2021 года планируются и другие программы повышения квалификации и профпереподготовки. По окончании обучения будет высылаться электронное удостоверение повышения квалификации установленного образца. Итак, это основные проекты федерального уровня. Ну, конечно, на этом уровне мы имеем неограниченные возможности для самообразования. Сейчас все библиотеки их активно используют, они известны, не буду их перечислять, но среди наиболее авторитетных источников, которые публикуют на своих сайтах вебинары, цикл вебинаров «Помощь профессиональной деятельности», это Российская государственная библиотека для молодежи, Российская государственная детская библиотека, Российская ассоциация электронных библиотек и так далее. Все эти источники, они известны сейчас. На региональном уровне что мы будем иметь, какие возможности? С 2003 года в республике непрерывное образование кадров и государственных, и муниципальных библиотек осуществляется через 3-летний цикл программ, которые утверждаются приказом Министерства культуры республики. Мероприятия программы рассчитаны на все категории специалистов библиотек, ведутся с учетом всех современных требований, с учетом приоритетов, целей, задач библиотек. Участниками программы традиционно являются Сыктывкарский университет, Республиканский колледж культуры, Центр народного творчества, 4 государственных библиотеки и централизованные библиотечные системы республики. В 2020 году завершается очередная республиканская программа непрерывного образования и уже разрабатывается программа на 2021-2023 годы. Что будет включать в себя эта программа? Структура программы объединит профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, профессиональные мероприятия без итогового получения документов установленного образца, это различные республиканские конференции, чтения, семинары и так далее.
обучающие мероприятия от государственных библиотек республики по своим направлениям деятельности, ну также такая важная часть непрерывного образования, как самообразование. Профессиональное образование в республике – это 2 учебных заведения. Среднее профобразование дает колледж культуры. Цифры приема на очную и заочную форму обучения представлены на слайде. Высшее образование – это Сыктывкарский государственный университет, специализация библиотечная информационная деятельность. На 2021 год набор осуществляться не будет, так как не было заявлено направление из-за недобора. На 2022-2023 годы университету нужна информация, есть ли потребность в кадрах с высшим профильным образованием у муниципалитетов, просить ли университету бюджетные места на 2022-2023 год или нет. Если да, то университету, конечно, нужна конкретика. Если у вас есть потребность в получении вашими сотрудниками высшего профессионального образования, необходимо писать по указанному на слайде адресу ответственному за это направление Прокуратовой Екатерине Владимировне и заявлять своих сотрудников. Будет набрано определенное количество заявок, значит, будет организован прием абитуриентов. Есть возможность целевого обучения. Это практически 100% поступление в ВУЗ, но надо обязательно заранее подавать заявки за полгода до приема документов. Прием документов будет в июне 2022 года, то есть уже в декабре 2021 года нужно будет определиться и контактировать уже с Екатериной Владимировной, заявлять своих сотрудников на целевое обучение. Дополнительное профессиональное образование. На республиканском уровне координатором является Центр народного творчества и повышения квалификации. На слайде представлены контакты. Шмытова Елена Викторовна, с ней можно связываться по всем вопросам по повышению квалификации. И на слайде же дана ссылочка на планы образовательной деятельности на 2021 год. То есть туда можно заглядывать и уточнять сроки и тематику курсов повышения квалификации. На 2021 год запланированы следующие курсы повышения квалификации. Я их не буду перечислять, они все представлены на слайде. Это библиотечная деятельность, 3 курса стационарных. Это управление в сфере культуры, тоже 3 курсов. Это выездные кафедры, заявленные для библиотек Устыльмы и Усинска. Это курсы по информационным технологиям. Всего в 2021 году запланировано 5 курсов повышения квалификации. В республике в 2022 году начал реализовываться проект «Кадры для цифровой экономики». Инициатором этих курсов является администрация главы Республики Коми и Сыктывкарский госуниверситет. Дистанционные курсы доступны на сайте Института непрерывного образования Сыктывкарского университета. Сейчас доступно 6 курсов, на которых можно обучаться бесплатно за счет средств регионального бюджета и с выдачей документа установленного образца. Этот проект успешно был реализован во втором полугодии 2022 года. В университете подтверждают, что с высокой долей вероятности он будет продолжен и в следующем году. Во всяком случае, его внесли в план университета. Из неформальных обучающих мероприятий в программе на 2021 год можно отметить уже ставшие традиционными мероприятия государственных библиотек, в том числе с участием Министерства культуры Республики и ЦБС Республики. Это мероприятие от Национальной библиотеки совместно с Министерством культуры, в том числе наиболее крупные мероприятия. Это площадка библиотечная в рамках 4-го Северного культурного форума. Это конкурс модельных библиотек, который запланирован на май. Это летняя сессия школы директоров. Запланирована она на первую декаду июня, но будет или нет проведена, все будет зависеть от ситуации. Это совещание директоров традиционное, запланировано на 4-й квартал. Конкурс на лучшее сельское учреждение его работников в декабре-ноябре 2021 года будет проведено. И на декабрь запланированы 2 онлайн-семинара для участников проекта «Легион умников» и для участников проектов ЦПТИ и МЦП Республики. Запланированы традиционные мероприятия от наших государственных библиотек. И 2 мероприятия запланированы на площадках ЦБС Республики в Сыктывдине и в Карткиросе, посвященные именным библиотекам. На сайте коллегам в разделе «Непрерывное образование» уже размещены планы на 2021 год. Среди них это тематика лекций, выступлений, консультаций сотрудников Национальной библиотеки. Здесь мы постарались подготовить занятия практически по всем актуальным, востребованным у библиотек темам.
Здесь же уже размещен план республиканских обучающих мероприятий. Кроме календаря основных профессиональных событий, здесь можно по ссылкам перейти на страницы сайтов государственных библиотек, юношеской библиотеки, национальной детской библиотеки и специализированной библиотеки для слепых, где уже выложены перечни тем, занятий и консультаций сотрудников этих библиотек. И здесь же будет размещена в ближайшем времени программа непрерывного образования сотрудников библиотек республики на 2021-2023 годы. По обучающим мероприятиям от Национальной библиотеки в 2021 году. В связи с тем, что преимущественно обучение от Национальной библиотеки планируется дистанционное, в 2021 году будет кардинально изменен формат проведения занятий и информирования о них. На сайте коллегам будет размещен календарь профессиональных событий, он сейчас находится в доработке, и в хронологическом порядке будет представляться перечень обучающих мероприятий. Занятия будут проводиться на платформе Zoom, а затем будет доступна запись вебинара. По каждому новому мероприятию будет делаться информационная рассылка по всем ЦБС республики, и можно будет участвовать всем желающим в мероприятии онлайн в вебинаре, а затем можно будет смотреть запись этого вебинара. Всего запланировано несколько циклов вебинаров. Среди них такая тематика востребованная, как вопросы актуальные менеджмента и маркетинга, автоматизации библиотечных процессов, каталогизации, краеведению и так далее. По мере подготовки материалов и в зависимости от запросов библиотек эти вебинары будут выкладываться на сайте коллегам. Но основные темы, объединенные также в цикл вебинаров в рамках Библиоэкспресс, знания с доставкой на дом, будут систематически публиковаться на сайте коллегам. Это 3 большие цикла вебинаров. Школа фондовиков для начинающих и специалистов-фондовиков, библиограф АС для библиографов, создающих аналитику, и мастерская чтения, посвященная новым форматам продвижения чтения. Итак, вся выстраиваемая система непрерывного образования призвана решать кадровые проблемы библиотек республики, среди которых можно назвать такие, как отсутствие стратегических документов по развитию персонала в большинстве централизованных библиотечных систем республики. То есть в библиотеках отсутствует как анализ проблемной ситуации с кадрами, так и не проводится системная работа по кадровому развитию, которая у нас является основополагающей для современной библиотеки. Следующая проблема – это низкая доля специалистов с профессиональным и библиотечным образованием. В настоящий момент это всего 47% по Республике Коми. И здесь крайне важна системная работа по повышению квалификации и профпереподготовки в каждой библиотеке. Далее, отсутствуют в ряде районов квалифицированные библиотечные работники, в том числе IT-специалисты, для работы в автоматизированных информационных системах. Проблема старения кадров, проблема недостаточности или отсутствия средств на обучение персонала. И в связи с этим, конечно, необходимы в каждой ЦБС обязательно разработка стратегии кадрового развития библиотеки в соответствии с модельными стандартами. Необходима работа с кадрами, ротация, смена кадров, обучающих мероприятий, как бы они ни были современные и совершенны по форме, по содержанию, конечно, недостаточно для качественного развития персонала. Необходимо использовать максимально возможности национальных проектов и программ по повышению квалификации сотрудников библиотек за счет средств федерального бюджета. Необходима активная включенность в реализацию программы непрерывного образования республики на 2021-2023 годы. В приоритетах у нас развитие компетенций и навыков в области медиаграмотности. На эти вопросы нужно обратить очень пристальное внимание в следующем году. И, конечно, необходима поддержка мотивации работников к обучению, к повышению своего профуровня, к самообразованию. Это основа кадрового роста и, в конечном итоге, основа существования современной библиотеки на современном актуальном уровне. И в заключение можно процитировать манифест публичных библиотек ИФЛА ЮНЕСКО от 1994 года о том, что библиотекарь является активным посредником между пользователем и ресурсами. Профессиональное непрерывное образование библиотекаря является обязательным условием предоставления услуг на должном уровне. А для этого, конечно, важна очень мотивация. Можно процитировать следующий документ руководства ИФЛА по непрерывному образованию библиотечных работников, который говорит о том, что основная ответственность за участие в процессе непрерывного образования, позволяющим постоянно пополнять свои знания и совершенствовать навыки, лежит на самих библиотечных и информационных специалистах.
Спасибо за внимание. Они в чате могут, да? Так. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Я предоставляю слово Сабрасовой Наталье Леонидовне. У нее два очень важных вопроса. Пожалуйста, Наталья. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у меня два сообщения, которые плавно одно из другого вытекают, потому что они оба на одну и ту же тему. Значит, прежде чем начать говорить какие-то конкретные вещи, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы уже почти 20 лет занимаемся созданием электронных каталогов. И, наконец-то, мы подходим к тому моменту, когда многие библиотеки заканчивают ретроконверсию. Мы пришли в процессе машиночитаемой каталогизации к тому моменту, когда у нас все издания, библиографические записи занесены в электронный каталог. Конечно, это не у всех происходит, в разных библиотеках это неравномерно происходит. Кто-то уже закончил, кто-то довольно-таки далек еще от этого момента, но тем не менее этот момент наступает. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что эту работу надо перестать воспринимать как работу ради работы. То есть мы делаем электронный каталог, чтобы у нас был электронный каталог. Электронный каталог должен начать на нас работать. То есть мы должны начать использовать его как нормальный действующий инструмент, справочно-поисковый аппарат, и выстраивать на нем новые сервисы для читателей и использовать его для удобства нашей работы. Возможно, моя информация покажется вам достаточно специфической, но я ее хочу донести именно до руководителей, до директоров, для того, чтобы вы осознали необходимость этой работы, нужность ее и объем ее примерно себе представляли, и не планировали ее на 22-й, 23-й еще куда-то вперед, да, чтобы мы эту работу сделали и закончили как можно скорее, для того, чтобы у нас электронный каталог именно заработал, чтобы мы могли его использовать. Особенно актуальна эта тема в связи с тем, что вы закупаете RFID-оборудование и переходите к использованию RFID-технологий. Дело в том, что как только мы начинаем автоматизировать наши процессы обслуживания и использовать электронный каталог именно для автоматизации, сразу же моментально выплывают на свет все ошибки, все недочеты электронного каталога, которые не позволяют делать нам это в полной мере. Если ошибки и недочеты не будут исправлены, и электронный каталог будет находиться в том же состоянии, в котором он сейчас, у некоторых библиотек, не у всех, к сожалению, RFID-оборудование работать нормально не сможет. Мы эту технологию нормально не запустим. Сколько стоит это оборудование, я говорить не буду, вы все прекрасно знаете, мы с каждым это проговаривали. Ценники, и вы каждый составляли сметы на это оборудование. Вот представьте, что мы не можем его нормально запустить, пока каталог находится в ненадлежащем состоянии. Поэтому я вам сейчас покажу картинки, покажу, в каком виде каталог сейчас, и на примере некоторых библиотек, которые уже привели его в надлежащий вид, покажу, как нужно, чтобы он выглядел. Ну, начнем вот с... Так, ага, немножко задержка. Вот смотрите, у нас каждой библиографической записи определяется лист ввода. Это картинка с одного из каталогов, одной из библиотек, я даже не скажу сейчас какой. Посмотрите, листы ввода, они очень конкретные. Есть конкретный список. И вот кружочком красным обведено не определен. Вот такой ситуации быть не должно. В электронном каталоге у каждой библиографической записи должен быть свой лист ввода. Что нам это дает? Следующей картинки нет. Когда у нас не определен лист ввода, у нас книги не участвуют в поиске по виду издания. Вот в поисковой форме у меня скриншоты сделаны. Если хотите, можете параллельно открыть каталоги, если вам это удобно, да, и посмотреть. У нас в поисковой форме есть вид издания. Если у нас не определен лист ввода, то у нас поиск по виду издания не работает. Издание непонятно какого вида.
Ну, это уже такая небольшая вещь, а вот то, что связано именно с РФИДами, сейчас я буду говорить об этом. Значит, смотрите, несколько слов о том, как у нас работает циркуляция. Очень-очень примитивно, очень простенько. Значит, что делает система? Сначала, ну, допустим, у нас есть некая книга, экземпляр какого-то издания. Система у нас должна это издание абсолютно четко идентифицировать и определить, где оно находится. 3 характеристики идут: местонахождение, фонд хранения и идентификатор. Вот именно в этих характеристиках нужно навести порядок у некоторых библиотек, особенно тех, которые уже купили РФИД оборудование, собираются его внедрять. Посмотрите, первая, значит, характеристика – это местонахождение. Определяется либо библиотека, либо ЦБС. Да? Ну, библиотека – это если национальная, Брайля, Маршака, да? А ЦБС – это если ЦБС. Местонахождение определяется определенной сиглой. Есть сигла по местонахождению, которая обозначает вашу централизованную библиотечную систему. Далее определяется фонд хранения. Это еще одна сигла, которая показывает, в каком месте именно в вашей ЦБС находится этот экземпляр, в каком филиале, либо если эта библиотека более-менее крупная, то в каком отделе этой библиотеки находится данный ваш экземпляр. И следующая, почему-то единичка, третий номер – это идентификатор. Когда система экземпляр книги определила, библиотекарь может выполнить ряд операций. Я сюда не все выписала, просто для примера некоторые. Книга может быть выдана по МБА, книга может быть выдана читателю на руки, она может быть выдана в отдел, либо в другую библиотеку. Для примера. После того, как эта операция выполнена, система делает отметочку, и мы про каждую книжку можем сказать, где она сейчас находится. То есть вы ее передали в другую библиотеку, либо выдали читателю. Система может вам это показать. Те, кто еще в циркуляции не работает, это я вот для них объясняю, что происходит. Как только книга возвращается, мы проделываем обратную операцию. Например, возвращаем в фонд. И она возвращается, и мы по сиглам, система определяет, где эта книжка сейчас есть. То есть что это дает? Это дает то, что мы можем автоматически знать все про каждый экземпляр, понимать, где он находится. Мы можем дополнительные услуги, например, такую как бронирование, либо заказ предварительный, либо выдачу дистанционно, да, по МБА и так далее. Значит, посмотрите, что у нас есть по первому пункту – местонахождение. Это вот картина красивых сигл, которые в настоящий момент у нас в каталоге есть, которые можно привести как пример. Каждой библиотеке присваивается своя сигла. Список этих сигл есть, существует. У нас есть инструкции, регламенты, которые, если у вас их нет, мы их вышлем в ближайшее время. Там приложением идет перечень всех сигл библиотек. Вот тут такими красненькими пунктирчиками я обвела правильные названия. Да? В левом столбике это наша библиотека, в правом столбике это Сыктывкарская и Карткеровская ЦБС, которые, нормально прописаны, у которых нормально прописаны сиглы по местонахождению. Так. Вот пример неправильного обозначения местонахождения. Посмотрите, сколько вариантов. Правильный вариант обведен кружочком, но кроме него существует масса других. Вот эти все другие, они в автоматизированное обслуживание не попадут. То есть система не поймет, что эти книги находятся в данной ЦБС. Понятно, да? То есть задача для ваших каталогизаторов просмотреть эти списки и выписать все неправильные сиглы и попросить нашего программиста заменить на правильную, одну единственную. Для одной ЦБС по месту нахождения может быть одна единственная сигла. Больше вариантов быть не должно. Далее. Следующая характеристика, вот второй пункт из той таблички, да, это фонд хранения. Он тоже определяется своей сиглой. Сигла представляет собой букву, либо сочетание букв и цифр. Она может обозначать филиал, может обозначать отдел. Так.
Вот посмотрите, тоже пример Сыктывкарской и Карткировской ЦБС, да, где подписано, вот, например, Сыктывкарская ЦБС, сигла ЦБС одна и та же, а сигла фонда хранения отличаются. То есть есть абонемент, есть читальный зал, КР, я не знаю, что это такое, книгохранение, возможно, да. И система уже понимает, в каком из отделов находятся данные экземпляры. Здесь тоже нужно навести порядок. Кроме того, что, значит, ваша задача будет сиглы определить по всем фондам хранения в вашей библиотеке, да, где находятся книги, по филиалам. Каждому филиалу присвоить свою сиглу. Если есть в филиалах разные отделы, то еще дописать какие-то буквы, которые будут обозначать отделы. В обозначении сигл не должно быть использовано точек, запятых, других знаков препинания. Буквы и цифры. Кроме того, каждой сигле нужно подписать нормальное его название, да, вот как здесь на примере. То есть не просто да, а отдел абонемента, улица Катаева. Скорее всего, конечно же, для филиала нужно еще указать населенный пункт, то есть село такое-то, улица такая-то, филиал такой-то, да, чтобы было понятно. Вот сейчас вы видите на экране скриншот с результата поиска. Это уже то, что видит ваш читатель. Если вы не напишете название, нормальное название места фонда хранения, да, то оно и не будет отображаться. Читатель не поймет, куда идти за этой книжкой. В общем, задача обозначить сиглой. Для каждого фонда хранения сигла, опять же, одна, никаких разночтений не должно быть. И еще приписать нормально словами по-человечески, где этот фонд хранения находится. Опять же, все это вносите в техническое задание и отдаете нашему программисту. Ксении Ивановне, да, она это все исправит. Ну вот для примера то, что у нас сейчас есть в каталоге по фондам хранения. Вот вы можете видеть синеньким, это то, как обозначены сиглы. Справа столбик, сколько экземпляров за этими сиглами стоит. Вот если F1, F13 еще можно предположить, что это пытались обозначить филиал 11, филиал 13, но там стоит точка, и, скорее всего, эта книжка выпала из нормального обозначения, где филиал обозначен без точки. Вот посмотрите, да, какое-то количество книг. А вот то, что внизу идет, там какое-то полное безобразие, уже какие-то цифры, непонятное что. Это, конечно, все нужно заменить на нормальный фонд хранения. Потому что все вот эти вот неправильно прописанные фонды хранения, они из обслуживания, из циркуляции выпадают. Система не поймет, что эти книжки приписаны к определенному месту. И, соответственно, обслуживать вам не даст. Следующий показатель, третий, это идентификаторы. Идентификатор экземпляра. Он должен быть уникальный, единственный. То есть экземпляр у нас каждый уникален, следовательно, система должна их определять по уникальному идентификатору. Что может быть использовано в качестве идентификатора? Во-первых, инвентарный номер. В нашей библиотеке инвентарный номер действительно является уникальным. То есть мы на каждый экземпляр ставим отдельный номер, и они никаким образом не пересекаются друг с другом. Но мы вот увидели по каталогу, что во многих ЦБС под одним и тем же инвентарным номером зарегистрировано несколько экземпляров издания. Таким образом, инвентарный номер перестает быть уникальным. Кроме того, поскольку каталогизация велась параллельно во всех ЦБС, да, то у нас получается, что в общей системе один инвентарный номер, но ему соответствуют книги в разных ЦБС. Это могут быть совершенно разные наименования, тем более разные экземпляры. И тогда у нас получается, что инвентарный номер свою индивидуальность, уникальность утрачивает. Второй способ идентифицировать экземпляр издания – это РФИД-код. Это тоже своего рода инвентарный номер, но он стоит на радиометке, на вот этой наклеечке, которую вы приклеиваете на книжку. Что делает система? Система с помощью вот этого оборудования, которое у вас закуплено, прочитывает номер
с радиометки и вносит его в АПАК, в электронный каталог. Вот RFID-коды, они действительно уникальные. То есть у нас нет двух книжек с радиометками, которые бы имели один и тот же RFID-код. Таким образом, наклеивая радиометку, мы делаем экземпляр издания уникальным. В каждой библиотеке каждый экземпляр с радиометкой он уникален. Тут сейчас покажу. Вот. Тут у нас, значит, смотрите, какие ошибки получаются. Ошибки при каталогизации были допущены. Может быть, методика, может быть, сами сотрудники. Тут уже сложно определить причину, по которой это делалось. Но вот, например, вы видите, вот самая нижняя строчка, у меня инвентарный номер подчеркнут. Рядом написано слово «баркод». Вот баркод – это то подполе, в которое вносится номер RFID-метки. Вот с предыдущего слайда. Вот этот вот номер, RFID-код, он должен быть занесен туда, где вносится баркод. Что мы видим на этой картинке? В подполе баркод было внесено количество экземпляров. Вот видите, да, там стоят 1, 1, 1, это по одному экземпляру. Нижняя строчка, под одним инвентарным номером было внесено 2 экземпляра, и в подполе баркод было это указано. Вот этого тоже быть не должно. Когда мы проставляем радиометку и считываем ее станцией кодирования, у нас автоматически это подполе заполняется. Поэтому смотрите, вот у нас 2 экземпляра под одним инвентарным номером. Что делать, чтобы они стали уникальными? Для того, чтобы все было хорошо и правильно, это поле 899 нужно продублировать. Оно повторяющееся, тут ничего сложного нет. Надо, чтобы этих полей было 2. Вот в данном случае, да, номер 88466, да, F13, вот этот номер. Нужно вот это вот поле повторить. Раз 2 экземпляра, значит 2 раза. Поэтому, и когда вы это сделаете, приклеите радиометку и прочитаете, в одном поле будет один идентификатор радиометки, RFID-код, в подполе баркод вставлен, в другом поле будет другой, уже другого экземпляра. И таким образом мы добьемся уникальности. Да? Вот пример, как это сделано правильно, как это должно быть. Посмотрите, большое количество экземпляров с одним и тем же инвентарным номером, но поле продублировано. К 2 верхним экземплярам приклеена радиометка, и ее номер занесен в баркод. К остальным радиометки, очевидно, еще не приклеены. Ну, тут видно, да, что это центральная библиотека Сыктывкарской ЦБС. Там радиометки используются, а в филиалах они не используются. Вот смотрите, как у них все хорошо и красивенько сделано. Идет сигла самой ЦБС, идет сигла филиала. Все проставлено, продублировано поле, по которому вносятся радиометки. Вот так должно быть у всех сделано, у кого под одним инвентарным номером идут несколько книжек, несколько экземпляров. Это пример, как надо. Так, ну и вот тут без картинок, просто все вышесказанное относится к изданиям, к библиографическим записям, которые внесены в электронный каталог. Если у вас не все книги внесены в электронный каталог, то, соответственно, какие могут быть радиометки, к чему их приклеивать и куда их заносить. Если у вас не закончена ретроконверсия, то обслуживание с помощью RFID-технологии усложняется. Вам придется делать опознавательные записи. Это отдельная история, и мы, наверное, уже отдельные консультации по этому вопросу будем с каталогизаторами и с обслуживающими библиотекарями проводить. Сейчас я об этом говорить не буду. Но ваша задача как директоров ускорить процесс ретроконверсии, у кого он еще не закончен. Тем более это касается тех, кто планирует внедрять RFID обслуживание на RFID технологиях. Так. Не хочет.
Мгм. Далее, смотрите, то, что касается библиографических записей на издание и циркуляции, в общем-то, я сказала, да, нужно исправить. Сделать так, чтобы система однозначно понимала, какая книга, какой экземпляр издания у нее находится в работе. Дальше нам нужно, тем, кто внедряет технологии, нужно вести читательскую базу, начать вести базу читателей. Мы работаем по системе единого читательского билета. Я имею в виду все библиотеки Республики Коми, которые обслуживают через APAC Global. Это почти все, за небольшим исключением. База данных читателей у нас единая. Она уже есть, и мы уже в ней работаем. И здесь выписаны те библиотеки, которые сейчас ведут учет читателя через APAC Global и которые участвуют уже в проекте «Единый читательский билет». Мы, правда, это название еще не пиарим, мы громко об этом не говорим, но по сути дела система-то уже работает. Все читатели у нас находятся в одной базе данных. Это значит, что читателю достаточно записаться один раз в любую из перечисленных здесь библиотек, и во всех остальных он будет обслужен уже без необходимости записываться заново. Поэтому, когда вы приступаете к обслуживанию через технологии, вам нужно будет заводить свою читательскую базу. Сначала вы проверяете, есть ли читатель в этой вот единой базе. И только если его нет, создаете нового читателя. Этому, конечно, мы ваших сотрудников тоже обучим. Есть инструкция очень подробная, как это все делается. Я просто говорю для сведения, что это вот такой вид работы, которую нужно вести, когда вы с использованием РФИДов начинаете обслуживать. Так. Да, и следующий слайдик. Не получается что-то прикрутить. Угу. Да нет. Что-то пролистнулось. Странно. Давай следующий. Ладно, вот смотрите. Да, как это будет выглядеть для библиотекаря, который выдает книги. У нас, видите, поле такое, код получателя-читателя. Вот в это поле считывается с помощью оборудования тоже инвентарный номер с читательского билета. Мы используем пластиковые карточки, и на них тоже происходит такая же идентификация, как по книгам. То есть каждый читатель идентифицирован с помощью номера читательского билета и того кода, который зашит в его пластиковую карту. Он привязывается к системе, и библиотекарь, который читателя обслуживает, он кладет карточку, либо читатель сам кладет карточку на считывающее устройство, идентифицируется, и потом можно выполнить такую операцию, как здесь на примере, это выдать на дом. Идентифицирована книжка по той метке, которая на ней приклеена. Идентифицирован читатель по тому коду, который у него зашит в пластиковый билет. Мы нажимаем кнопку «Выполнить», у нас книжка выдается. Читательскую базу таким образом вести надо обязательно, потому что книгу выдать в никуда невозможно. Ваши читатели должны быть в системе. Те, кто уже обклеил книги, но еще не выдает, вот я, в общем-то, в основном для них сейчас это говорю, и для тех, кто вообще планирует когда-нибудь вводить РФИД обслуживание, что эти процессы можно делать либо параллельно, как это в свое время делалось в Токарской ЦБС, им надо было очень быстро внедрить технологию, поэтому они и читателей записывали, и книги обклеивали одновременно. Но у нас есть такие библиотеки, которые обклеили сейчас книжки радиометками, и у них вопросы, что дальше делать. Вот что дальше делать. Надо заводить читательскую базу и уже привязывать книговыдачу к конкретному читателю. Ага. На сегодняшний момент Алексей Анатольевич уже сказал, что мы внедрили новую технологию. Вот вы покупаете пластиковые читательские билеты, заказываете в списке всего РФИД-оборудования. На сегодняшний момент у нас система настроена таким образом, что на каждого читателя можно завести много разных карточек, то есть ввести его карты в систему.
Не обязательно выдавать ему читательский билет вашей библиотеки. Это я говорю про нового читателя, которого вообще еще в системе не было. Тот, который уже был, у него уже есть пластиковая карточка. Либо наша, либо Сыктывкарской ЦБС, либо Карткировской ЦБС. У них уже эта карточка на руках. И новую карту ему выдавать не нужно. Кроме читательского билета пластикового, читатель может пользоваться универсальной электронной картой. Они когда-то выдавались студентам, которые учились в Сыктывкаре. Вот эта карта, она тоже работает как читательский билет. В ней тоже есть РФИД-код, который может быть внесен в систему. Кроме того, банковские карты сейчас тоже можно для этих целей использовать, если человек не хочет носить с собой лишний пластик. Если он не боится свою карточку вам положить на устройство, я хочу сказать, что это абсолютно безопасно, потому что, если вы будете читателям это объяснять, да, и разговаривать с ними, потому что у нас и у банка системы разные. Мы никакую информацию банковскую с карты не считываем. Мы считываем только внутренний вот этот вот код, номер инвентарный данной конкретной карточки. Он не совпадает с номером карты, он не совпадает с номером счета. И, естественно, никакую банковскую информацию о деньгах, которые у человека на счету, наш библиотекарь при всем своем желании увидеть не сможет, даже если очень захочет. Это просто идентификация данного конкретного человека. Таким образом, что получается? У нас читатель может не брать пластиковый билет, он может предъявить свою банковскую карту, вы просто занесете ее РФИД-код в систему и будете в дальнейшем использовать эту банковскую карту как читательский билет. Читатель может взять пластиковый билет, если он боится и не доверяет. Да? Сейчас люди напуганы, много мошенничества. Мы не заставляем людей только банковскими картами пользоваться. Мы можем выдать пластиковый билет. Далее, те, кто в системе участвует, в библиотеке, наши билеты друг с другом совпадают. Исключение Сыктывкарской ЦБС, у них нет устройств для чтения билетов того формата, в котором сделаны билеты у Национальной библиотеки, в том формате, в котором работает универсальная электронная карта и банковские карты. У них устройства читают только тот формат, в котором закуплены их билеты. Для того, чтобы была совместимость, Сыктывкарской ЦБС надо приобрести ридеры для билетов. Вот. Тогда будет полная совместимость. Либо они точно так же могут идентифицировать по номеру читательского билета. В системе есть такая возможность руками впечатать номер читательского билета. Поэтому эта библиотека тоже обслуживает всех читателей, которые в базе находятся. Более того, библиотека Маршака, у них вообще нет никакого РФИД-оборудования, они только вручную. Но в системе они тоже уже присутствуют и регистрацию посещений делают через Апоглобу. То есть вот видите, большое количество вариантов. Вы можете выбрать тот, который вам удобнее. И в едином читательском билете мы уже вот присутствуем. Все, кто подключается в систему обслуживания ПАРФИД, они автоматически попадают в систему единый читательский билет. По-другому просто это не работает. Как только мы начинаем вести базу данных читателей, нам нужно соблюдать, вообще-то нам сразу надо соблюдать закон о защите персональных данных, но при работе в автоматизированной системе нам нужно еще и ряд документов оформлять в обязательном порядке. Проблема здесь такая серьезная. Проблема заключается в том, что в законе и подзаконных нормативных актах о защите персональных данных нет конкретных рекомендаций, как поступать в нашем с вами случае, когда у нас одна база на много разных организаций. Дело в том, что я консультировалась в Роскомнадзоре. Там мне дали одни рекомендации. Вот по тем рекомендациям каждая наша ЦБС должна свой пакет по защите персональных данных оформлять. С библиотекой Карткирос мы поступили немножко по-другому. Мне там хотелось упростить этот процесс и снять с библиотеки вот эту нагрузку. Сейчас у нас появился еще один консультант из Роскомнадзора, который прямо противоположные вещи говорит. В общем,
Наша задача на начало следующего года, у нас появится в библиотеке юрист, и мы будем прорабатывать все-таки вот эту вот базу. Но то, что вам однозначно нужно делать, это заполнять регистрационную карту пользователя и согласие на обработку персональных данных. Мы предлагаем свой образец, поскольку все должно быть однообразно. Ну, конечно, нужно будет исправить название библиотеки, которое написано на регистрационной карте пользователя, и адреса в согласии на обработку персональных данных. Это у нас один и тот же листочек, просто вот я сделала с двух разных сторон. Вот с одной стороны регистрационная карта, с другой стороны согласие. Это делается просто, чтобы бумагу поэкономить и много макулатуры не хранить. Значит, когда мы записываем читателей, мы должны предлагать им вот такой документ для заполнения. Это в обязательном порядке. Все остальные документы мы уточним, и пакет будет, значит, заполняться, оформляться на каждую библиотеку. Так, ну вот первая часть, наверное, моего выступления закончу. Здесь список задач, да, все это я уже проговорила, повторять не буду. Вам нужно сделать техническое задание нашему программисту, потому что у нас один человек обслуживает всю республику, и проследить, просмотреть ваши сиглы, например, неправильные, приписать правильное название к вашим филиалам, найти, как они называются. Это просто не в силах одному человеку сделать. Поэтому это должны сделать ваши сотрудники. Они должны посмотреть, все ли хорошо с сиглами. Если что-то нехорошо, выписали, написали в техническое задание. Сиглы по местонахождению, сиглы по фонду хранения. Прописать фонды хранения буквами, нормальным названием, чтобы для читателей было видно, где это все находится. Исправить листы ввода для библиографических записей. Для обслуживания нужно составить список ваших сотрудников и написать каждого сотрудника, за какой кафедрой обслуживания он закреплен и какие операции он выполняет. Записывает ли человек читателей, выдает ли книги по циркуляции, может быть, еще что-то делает. Это нужно для того, чтобы определить права доступа для каждого сотрудника. Отдельно хочется сделать такое замечание. Мы никак не можем отследить вашу заменяемость кадров. Если люди уволились, ни в коем случае нельзя сажать следующего сотрудника с правами доступа того уволенного. Права нужно менять. Мы это отследить никак не можем. Поэтому, пожалуйста, следите сами, сообщайте к нам в отдел автоматизации, что человек уволился, его учетную запись надо ликвидировать, либо заблокировать. И новому сотруднику выдать новые права. Это связано с тем, что когда у вас приходит человек, который не умеет работать в системе, он может внести туда массу ошибок, но потом никак не вычислить, если он работал под чужими правами, не вычислить, кто эти ошибки допустил. Дополнительная работа появляется. Людей необученных, им все права давать нельзя. И права должны быть ограничены. И только по мере увеличения квалификации, повышения квалификации, да, человек выучился, научился работать с системой правильно, только тогда список его прав, спектр его прав расширяется, ему добавляются дополнительные права. За этим, пожалуйста, надо следить, потому что у нас общая система, это общее наше дело, и все ошибки, они болезненно сказываются и на обслуживании, и на качестве обслуживания, и на качестве нашей работы. Подробно все вот эти задачи, которые, здесь у меня коротенько перечислено, да, у нас есть регламент, инструкция, там все подробно расписано, что, как, куда, чего написать. Какой-то прям формы формальной, да, для технического задания у нас не существует. Это можно написать обычным письмом на электронную почту, но должны вы это сделать сами. Инициатива должна идти от ЦБС, а не от Национальной библиотеки, потому что у нас просто ресурса такого нет человеческого, чтобы все ошибки отслеживать. Вы должны сами просмотреть свои ошибки и впредь их не допускать. Так, сейчас следующая тема, которая у меня стоит в программе, это платформенные технологические решения для создания единой системы книговыдачи в Республике Коми. В принципе, все, что было сказано до этого, это есть базис и основа для внедрения дальнейших сервисов. Когда у нас будет хороший, правильный, отредактированный электронный каталог, мы сможем расширить спектр сервисов, услуг, которые мы оказываем читателям. Вот такая смешная картинка у меня, да, единая система книговыдачи.
Она призвана проиллюстрировать то, что книги могут быть взяты где угодно и выданы куда угодно. Об этом говорил Алексей Анатольевич, что мы к этому стремимся. Это такой, ну, как сверхзадача наша, да, которая стоит перед нами. Когда мы внедряем автоматизированную книговыдачу, то становится возможно повысить удобство для пользователей тем, что предоставить ему книги там, где ему хочется их взять. И дать ему возможность сдать их, опять же, там, где ему хочется их сдать. Вот такая иллюстрация, как это могло бы работать, да. Вы видите код документа, но этого сейчас нет, эта система не внедрена, даже в тестовом формате ее нет. Мы просто попытались проиллюстрировать, как это могло бы выглядеть. Код документа вы видите штрих-код, ну, код радиометки, RFID-код, и код получателя это сигла CBS, да. И вот есть кнопочка такая «Отправить в библиотеку». То есть я могла бы в своей библиотеке выбрать в модуле циркуляции вот такое вот окно и отправить, допустим, книгу в Уктыльскую CBS. Ну вот список получателей. Не только в Уктыльской, как видите, всем. Библиотеки можно было бы в любую библиотеку отправить. Значит, как некоторые шаги мы уже предпринимаем, создаем технологическую базу, технологическую основу. Мы внедрили в своей библиотеке, в национальной, систему предварительного заказа литературы. Вызвано это было тем, что мы сейчас находимся по разным адресам, и чтобы читателю не бегать с одного адреса на другой, они территориально довольно-таки далеко друг от друга находятся, у нас внедрена система предварительного заказа. И эту систему можно назвать неким таким прототипом, что ли, той технологии, о которой я сейчас говорю, да, когда мы можем выдать книгу по тому адресу, по которому читатель желает. Вот этот скриншот, это уже с действующего экрана, да, действующая услуга. Когда я как читатель нахожу в электронном каталоге книгу, я вижу кнопочку «Заказать», и когда я заказываю, я выбираю, где я эту книжку хочу получить. Вот здесь на картинке вы видите статус экземпляра, то есть я вижу, что он свободен, я его могу заказать. Если бы экземпляр был выдан читателю или куда-то отправлен, допустим, на МБА, или, допустим, он может находиться в карантине, потому что сейчас меры карантинные обязывают нас выдерживать книги какое-то время, несколько дней, вот, то заказ был бы невозможен, я бы не могла это сделать. Система сейчас у нас настроена таким образом, что она все это показывает, что экземпляр недоступен. Вот тот экземпляр, с которого я сделала скриншот, он был свободен, доступен для заказа, и у меня есть возможность выбрать, по какому адресу я его могу получить, хочу получить. Я выбираю адрес, делаю заказ, и библиотекарь уже на своем рабочем месте видит, что книга заказана. Он идет в фонд, эту книжку ищет, проводит через систему, и когда я приду, мне остается только взять и положить ее в сумку. Никаких других действий читателю выполнять уже не нужно. Вот поскольку это уже работает, ну вот я уже говорила, да, что можно как прототип его представить нашей будущей системы взаимного книговыдачи. Еще технологические решения назову, которые у нас сейчас реализованы. Это сайт общедоступной библиотеки Республики Коми. Если вы этого не видели, то обратите внимание. Технология внедрена совершенно недавно. Вот передвижные выставки вообще буквально вчера появились. Значит, на сайте общедоступной библиотеки, вот там вверху, МБА и ДД, передвижные выставки. Мы ввели автоматизированный заказ. По МБА и ДД автоматизированный заказ действует похожим образом, вот как заказ литературы, который был вот на этом вот слайдике, да. Здесь слайд для читателя, а МБА и ДД это заказ для библиотеки, которая хочет книжку заказать. Вот тут у меня два скриншотика таких есть. Тот, который сверху, это межбиблиотечный абонемент, у вас есть личный кабинет. Сейчас процесс заказа литературы автоматизирован. А тот скриншотик, который справа внизу, это вот бронь
передвижной выставки. Совсем новый сервис. Посмотрите, рекомендую ознакомиться. Возможно, вы этим захотите воспользоваться. Форма для заказа передвижной выставки. Тоже автоматизировано. Эти два сервиса, они тоже являются некой базой, технологической подоплекой для внедрения вот сервиса книговыдачи из одной библиотеки в другую. Ну и для того, чтобы продемонстрировать как-то более наглядно, у меня есть скриншоты с сайта библиотек Санкт-Петербурга. Вообще эта технология внедрялась в библиотеках Московской области, в Татарстане и библиотеке Санкт-Петербурга. В Московской области, ну, лично мне не понравилось. Это 2 года назад, они очень широко представляли на разных конференциях. Ну, там как-то не очень хорошо работал поиск по электронному каталогу, сложно было зайти, авторизоваться. Мне понравился сайт библиотеки Санкт-Петербурга, рекомендую его посмотреть, как там все работает. Я думаю, что вам понравится. Буквально недавно разговаривала с восторженными читателями. Молодые люди, которые никогда в жизни в библиотеку не ходили, тут им понадобилось издание, которого они нигде не нашли, кроме библиотеки. И вот в Санкт-Петербурге они живут и совершенно были ошеломлены, что есть такие замечательные сервисы. Вот смотрите, там можно зарегистрироваться, и заметьте, не надо быть читателем этих библиотек, чтобы зарегистрироваться на сайте и завести свой личный кабинет. То есть я вот эти сервисы могу заказать предварительно, не являясь читателем, не будучи записанным в библиотеку. Вот тот скриншотик с результата поиска, вот вы видите, что были найдены книжки, вот эти зеленые кнопочки, там может быть не очень хорошо видно, на них написано в наличии столько-то экземпляров. То есть мы в списке выдачи уже видим, сколько экземпляров мы можем взять себе домой. Если они выданы, допустим, на руках, ну, как я уже говорила, куда-то их отправили, либо положили в карантин, либо выдали читателям, то там написано, что такой книжки сейчас в наличии нет. Мы можем таким образом выбрать книгу, увидеть, есть ли она, готова ли она для заказа. Дальше вот я перехожу на книгу, которую я выбрала. И вот посмотрите список библиотек, в которых эти экземпляры есть. Тоже, опять же, с отметкой о том, где они на руках, а где нет. Вот желтенькие, оранжевые такие кнопочки, это, значит, экземпляры есть. Их можно взять. Темные кнопочки показывают, что экземпляры выданы. Их нет в наличии. Но это еще не все. Я могу, как читатель, заказать, чтобы мне доставили книжку в тот филиал, который мне ближе. Санкт-Петербург, как вы понимаете, город большой, да, и если книга в наличии в каком-то отдаленном филиале, а я вот живу, вот у меня рядом тут Измайловская библиотека, прям в соседнем доме, я хочу там его взять. Есть сервис доставки. Я выбираю из списка ту библиотеку, которая мне ближе, куда бы я хотела прийти, и мне доставляют книгу именно в эту библиотеку. То есть, смотрите, реализовано как? Можно взять в любой библиотеке, какую вы хотите, подключенной в системе. И сдать, соответственно, тоже в любой библиотеке. Вот такие замечательные сервисы. Все это работает. И заметьте, я делала скриншоты. Естественно, я не живу в Петербурге, я не была в этих библиотеках. Я зарегистрировалась удаленно, и все эти сервисы можно заказать удаленно. Читателем я становлюсь только тогда, когда прихожу непосредственно в библиотеку и получаю книги. Вот тогда я в библиотеку записываю. Я считаю, что это вот такое ноу-хау, которое они реализовали, и, в общем-то, оно очень здорово работает, потому что, ну, я получаю сервис предварительно. И такая услуга, такая система получения сервиса и записи в библиотеку, она может способствовать привлечению тех людей, которые читателями еще не являются. Они увидят, как это удобно и хорошо, и придут ну, в данном случае в Петербурге, а в будущем и к нам за книжками. Так, есть тут же еще реализовано заказ копии. Я могу заказать копию книги, причем могу сначала, допустим, заказать копию оглавления, сориентироваться. Всю книжку они не копируют, копируют только статьи, либо какие-то отдельные главы, страницы и так далее. Все это делается через личный кабинет. Вот на примере библиотек Санкт-Петербурга я вам наглядно показала, как это все можно организовать и как это может работать. И у нас тоже. Подоплека
какая-то технологическая база у нас уже есть. У нас есть электронный каталог, у нас внедрены ряд сервисов, пусть они пока что только на нашей библиотеке отработаны, мы потом сможем их и в муниципальные библиотеки тоже, как сказать, расширять, да, внедрять их там. И в конце концов мы должны прийти вот к какой-то такой системе, наподобие того, что сделано в Санкт-Петербурге. У нас есть на кого равняться, у нас есть с кого брать пример и делиться опытом. Точнее, получать их опыт для себя. Ну, наверное, на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Леонидовна. Если у вас есть вопросы, коллеги, вы или пишите в чате, или посылайте непосредственно на электронную почту Саврасовой Наталье Леонидовне. Или... Можно на автомат. У нас есть такая почта отдела автоматизации. Можно Ксении Ивановне напрямую. Я думаю, что все наши координаты у вас есть. Все ваши вопросы мы получим, на все ответим. Спасибо. Ну, а мы продолжаем дальше. Сейчас у нас включение в записи. Ксения Леонгард, организация доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам в модельных библиотеках нового поколения. Небольшое выступление. Еще раз напомним о наших удаленных ресурсах, о возможности их подключения и о содержательной возможности этих ресурсов. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонгард Ксения Игоревна. Я заведующая отделом автоматизации и электронного обслуживания Национальной библиотеки Республики Коми. Сегодня я расскажу вам об организации доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам в модельных библиотеках нового поколения. Модельная библиотека должна предоставлять широкий спектр информационных ресурсов для своих пользователей. Один из путей решения – это получение доступа к документам, которых нет и не может быть в небольших муниципальных библиотеках. Открывая виртуальные читальные залы главных библиотек России и регионов у себя, вы даете возможность читателям ознакомиться с полными текстами фондов этих библиотек. В своей презентации я сделаю краткий обзор электронных библиотек и расскажу, как к ним подключиться. НЭБ РФ – это Национальная электронная библиотека Российской Федерации. Это проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям интернет доступ к оцифрованным документам, размещенных в библиотеках России, музеях и архивах. То есть, говоря другими словами, это возможность для всех читателей во всех регионах России получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны в стенах крупнейших библиотек, таких как РГБ или РНБ. Фонд НЭБ РФ – это более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, изобразительных и картографических изданий. Для того, чтобы подключиться к Национальной электронной библиотеке Российской Федерации, вам необходимо перейти в раздел «Информация для библиотек». Там подробно описано, что нужно для подключения к электронной библиотеке. Необходимо отправить заявку на подключение, и в течение 3-5 рабочих дней на электронную почту к вам придет типовая форма договора о предоставлении доступа. Из интересных вещей, про которые я хотела бы вам рассказать, у НЭБ РФ открылся такой ресурс, называется НЭБ-пресса. НЭБ-пресса – это доступ к свежим выпускам журналов, деловых и общественно-политических газет. Читать с НЭБ-пресса можно с любого устройства, после авторизации через госуслуги. Там представлены такие журналы, как «Федеральный бизнес», «За рулем», «Эксперт», «Вокруг света», «Космополитен», «Огонек» и другие газеты, такие как «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета». Следующий ресурс, про который я хотела бы рассказать, это Национальная электронная библиотека Республики Коми. Это электронный ресурс, формируемый Национальной библиотекой Республики совместно. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонгард Ксения Игоревна. Я заведующая отделом автоматизации и электронного обслуживания Национальной библиотеки Республики Коми. Сегодня я расскажу вам об организации доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам в модельных библиотеках нового поколения. Модельная библиотека должна предоставлять широкий спектр информационных ресурсов для своих пользователей.
Один из путей решения – это получение доступа к документам, которых нет и не может быть в небольших муниципальных библиотеках. Открывая виртуальные читальные залы главных библиотек России и регионов у себя, вы даете возможность читателям ознакомиться с полными текстами фондов этих библиотек. В своей презентации я сделаю краткий обзор электронных библиотек и расскажу, как к ним подключиться. НЭБ РФ – это Национальная электронная библиотека Российской Федерации. Это проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям интернет доступ к оцифрованным документам, размещенных в библиотеках России, музеях и архивах. То есть, говоря другими словами, это возможность для всех читателей во всех регионах России получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны в стенах крупнейших библиотек, таких как РГБ или РНБ. Фонд НЭБ РФ – это более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, изобразительных и картографических изданий. Для того, чтобы подключиться к Национальной электронной библиотеке Российской Федерации, вам необходимо перейти в раздел «Информация для библиотек». Там подробно описано, что нужно для подключения к электронной библиотеке. Необходимо отправить заявку на подключение, и в течение 3-5 рабочих дней на электронную почту к вам придет типовая форма договора о предоставлении. Добрый день, уважаемые участники совещания директоров, коллеги. Разрешите представиться, меня зовут Лобанова Елена, я работаю в отделе маркетинга Национальной библиотеки Республики Коми. Являюсь одним из администраторов группы ВКонтакте нашей библиотеки, а также отвечаю за работу нашей библиотеки в системе ЕИПСК. Сейчас эта система называется система Прокультура РФ. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие 40 минут. Об электронных медиа, интернет-медиа и социальных сетях, об их роли в выстраивании коммуникации с пользователями, об их роли в выстраивании бренда библиотеки в целом в нынешних современных условиях. Итак, думаю, вы согласитесь, что главный тренд уходящего года – это переход всех нас на онлайн-рельсы, это уход в онлайн. Соцсети, электронные медиа – это та сфера, которая от пандемии не пострадала, а наоборот переживает сейчас бум. Все вы, наверное, помните наше состояние, которое мы переживали весной. Частично мы продолжаем пребывать в этом состоянии сейчас. Период самоизоляции стал для многих нас неожиданным таким челленджем для неподготовленных. Сразу возникло много вопросов, чем же наполнять соцсети, сайт, ведь сейчас мы не можем проводить офлайн события. Как проводить мероприятия, как отчитываться о своей деятельности, как общаться с аудиторией, которую мы перестали видеть вживую, с которой мы могли общаться только в социальных сетях, например, да. Но оказалось, да, спустя какое-то время, что карантин не так страшен, в этих условиях можно жить и работать. Мало того, ситуацию можно обернуть в свою пользу. Да. Я хочу немного рассказать о нашем опыте, да, работы на карантине и работы в нынешних условиях, именно с точки зрения работы с социальными сетями, как они нас выручили и выручают сейчас. Перед вами график охвата аудитории, статистика нашей группы ВКонтакте. Вы видите, что когда началась история с пандемией, какой скачок пережила наша группа, да? Скачок в посещаемости. Это как раз-таки подтверждает мои слова о том, что пандемия – это не катастрофа, а наоборот стала таким толчком развития для нас и даже такой некой удачей. Более
50 тысяч человек, да, если вы видите, побывало на нашей странице в конце апреля. Да, такая же посещаемость сохранялась в мае. Был летний спад, он традиционный, и, в принципе, если смотреть и сравнивать с летом прошлого года, да, то посещаемость не упала, а наоборот стала даже несколько выше. Да, карантин – это повод открыть закрома. То есть как можно использовать это время, как мы его использовали, какие мы уроки для себя вынесли. Появилось время рассказать о своих уникальных ресурсах и возможностях. То, что раньше откладывалось, то, что раньше задвигалось в тень, уходило в тень, да, то есть наши наработки, наши сокровища, ресурсы, сайты, разработки, проекты, то, о чем, допустим, мы молчали, потому что у нас были приоритеты, это продвижение наших мероприятий, сбор аудитории на эти мероприятия, да, то есть в ленте новостей давался приоритет анонсам этих событий, то сейчас мы вспомнили о том, что у нас есть прекрасные там ресурсы, интернет-сайты, и мы стали писать и рассказывать о них. И аудитория принимала на ура, и сейчас принимает на ура все публикации, касающиеся полезных ресурсов, которые могли бы скрасить их досуг, скрасить их время, да, которое они вынуждены проводить там, на самоизоляции. Здесь есть несколько примеров. Это посты, касающиеся Литреса, нашего сайта с аудиосказками, нашего проекта литературной прогулки и проекта, касающегося библиотеки памяти. Карантин – это возможность стать ближе подписчикам все-таки. Да? Мы поняли это, когда оказались, как я сказала, один на один, да, с пандемией. Что мы сделали в первую очередь? Мы написали пост о том, что, друзья, мы скучаем, нам без вас скучно, мы вас ждем, надеемся, что скоро все закончится, а пока давайте познакомимся поближе. И вы, наверное, помните, как в марте, в апреле были очень популярны публикации, где и учреждения культуры, и различные там компании выкладывали ролики из самоизоляции, рассказывали, чем же они занимаются. И такие вещи, да, которые приближают к тебя, к пользователю, какую-то границу, какой-то лед ломают, да, между вами, когда вы показываете, что мы тоже люди с человеческим лицом, и мы тоже дома на самоизоляции занимаемся там, работой, либо там, проводим время с семьей. И вот эти посты под хэштегом «Лучше дома» набирали просто тысячи просмотров. И подписчики откликнулись, и они писали комментарии, и мы призвали их скидывать в ответ фотографии, и у нас наладился диалог. То есть мы достигли своей цели. Не потерять вот эту ниточку. Мы боялись, что карантин оборвет эту ниточку, да, связь нашу с читателями, но нам удалось ее сохранить, и вот эту вот руку протянуть, да, онлайн и сказать, что мы рядом, мы не забыли вас, и мы ждем все вместе, когда это все закончится. Почему это стало еще возможным? Потому что люди действительно проводили очень много времени в интернете. И я думаю, что не только мы отметили это, но и все, кто ведут соцсети, отметили, что в целом пользователи в этот период, да и сейчас, стали более открытыми, стали лучше реагировать на посты, да, стали более активно участвовать в обсуждениях, диалогах, более активно оставлять свои реакции. Да. И мы этот тренд использовали, чтобы прокачать вовлеченность. Да. Есть такое понятие в СММ – вовлеченность аудитории. Мы ее прокачали. Да.
Здесь есть несколько примеров. Это библиотечный пробег. Да, мы поняли, что онлайн можно проводить все, что угодно, и даже пробеги. Я думаю, что вы, коллеги, даже, наверное, вспомните этот библиотечный пробег, потому что ваши библиотеки участвовали в нем. Смысл был в том, чтобы пробежаться, да, пройтись по группам участников пробега, по группам библиотек и собрать, выполнить задания, которые спрятаны на стенах этих групп. Собрать цитату и да, стать победителем этого забега. То есть кто быстрее это сделает. Здесь также вы видите игру «Морской бой» с участием писателей. Да. Это наш хит, который до сих пор не побил, мне кажется, не побит рекорд по посещаемости, по охвату этого поста. Это просто безоговорочный был лидер очень долго. Казалось бы, да, какая-то простая игра, морской бой, нужно угадать, за какую из клеточек мы спрятали приз, но даже когда мы уже забыли про этот пост, люди до сих пор играли в этот морской бой, это было более, не знаю, я сейчас не скажу, сколько было ответов, да, комментариев, здесь мы эту статистику не показали, но было более сотни, это точно, ответов. И библиоквиз, который мы тоже проводили онлайн, казалось бы, да, традиционный офлайн формат квиза легко можно перевести на такие интерактивные, на виртуальные рельсы, как показал наш опыт. Да, то, о чем я сказала, то есть самоизоляция, пандемия, сложная ситуация, кризисная, это не повод опускать руки, это не повод сбрасывать свою деятельность, да, и главную нашу миссию просветительскую. И мы старались по-прежнему помогать нашим читателям в их деятельности. Да, то, зачем к нам обычно приходили, мы старались то же самое делать, но там, удаленно, дистанционно, то есть помогать читателям в образовательной, научной, профессиональной деятельности. Мы занимались просвещением, как я уже сказала. Да, онлайн-лекции. То, что мы раньше проводили в своих помещениях, все просто переехало в онлайн. Мы проводили лекции, снимали обзоры, снимали мастер-классы, просто делились какими-то интересными фактами, которые мы добыли в наших фондах. Ну и таким итогом, да, итогом, можно сказать, вот эту всей деятельности на карантине стала Библионочь онлайн. Я думаю, что вы, возможно, даже наблюдали за ней в режиме реального времени. Она состоялась 24 апреля. Это было 4 часа интерактива. Более 700 комментариев оставили наши пользователи, участвуя, да, в наших онлайн-активностях. И с нами в этот вечер было почти 12 тысяч человек. То есть для нас, опять же, это был гигантский положительный опыт, который мы до сих пор вспоминаем. И этот опыт дал нам надежду, что можно работать в новых условиях, можно успешно работать в новых условиях. И мы нужны читателям, и пользователям, и они знают, и любят, и помнят нас, и готовы участвовать в наших активностях. Мы переходим к следующей части, да, моего сообщения. Пандемия показала, что социальные сети наши все. Социальные сети – это, по сути, новые сайты. Паблики ВКонтакте и в Инстаграме – это безоговорочный must-have. Лицо бренда, лицо компании, лицо организации. Встречают по паблику, провожают по тому, как вы коммуницируете в этом паблике. Если лет 10-15 назад был тренд на создание и продвижение сайтов, как визитки библиотеки, то сейчас тренд безоговорочный – это позиционирование бренда через социальные сети. И социальные сети переживают бум и взрыв своего развития именно за счет, наверное, мобильного интернета, то, что сейчас у многих социальные сети в телефонах.
Ну и за счет своей гибкости, то есть если раньше создать сайт и обслуживать сайт могли, то и сейчас могут только профессионалы, то создавать страничку в социальных сетях может каждый, не имея специальной подготовки. И не пользоваться этой возможностью грех. ВКонтакте, в частности, дает очень много возможностей для того, чтобы продвигать свои услуги и ресурсы, для того, чтобы достойно выглядеть ВКонтакте, современно выглядеть, показывать товар лицом, показывать свои возможности и преимущества пользователям. О чем мы сейчас поговорим? Об внешней картинке, то, как мы, библиотеки, выглядим в социальных сетях, да? В частности, ВКонтакте. Если говорят, у вас есть несколько секунд, чтобы составить мнение о человеке, да? Столько же, всего несколько секунд есть у вас, чтобы произвести впечатление на человека, который случайно зашел на вашу страницу ВКонтакте. Вы должны впечатлить его, вы должны рассказать ему о себе, представиться и дать ему возможность понять, а чем же вы можете быть ему интересны и полезны. То есть у вас есть на это не так много времени, и человек это мнение составляет очень быстро. И либо остается с вами, либо покидает вас навсегда. О чем можно сказать, просматривая группы библиотек, да, в социальных сетях? Я скажу свое личное мнение, такое мнение со стороны, да, взгляд со стороны. У большинства библиотек, те, которые сегодня стали библиотеками нового типа, те, которые получили бюджетные деньги на модернизацию, те, которые получили новые интерьеры, новую мебель, оборудование, те, кто зонировал пространство, у которых интерьер похож на конфетку, которые сражают наповал своим красивым дизайном, да. Их паблики, к сожалению, не выглядят как конфетки. Это если говорить прямо. И предстоит работа библиотекам, направленная на то, чтобы дотянуть дизайн групп ВКонтакте до уровня дизайна их помещений. Это, допустим, мнение мое как человека, который в социальных сетях работает с 2011 года, да, уже более 10 лет. Давайте посмотрим, какие проблемы у групп ВКонтакте библиотек. Ну, я не хотела бы, специально не делала принтскринов особо, да, вот буквально 2 попавшихся первых примера. Это игнорирование трендов все-таки в оформлении, да, а тренд у нас на визуальная составляющая, на фотографии, на живые фотографии, то есть фотографии помещения, интерьера, посетителей, счастливых, довольных посетителей, которые пользуются, да, вашими услугами, но никак не какая-то абстрактная картинка, да, в виде дерева или просто полка. Да. Контакт дает нам возможность сегодня показывать себя во всей красе. Показывать себя во всей красе за счет чего? За счет большой обложки в группе ВКонтакте. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Я хочу все-таки привести один положительный, на мой взгляд, пример. Я сейчас переключусь на браузер. Я хочу привести пример наших коллег из Центральной городской библиотеки Сыктывкара, которые использовали возможность размещения большой фотографии, которая представляет их как современное, модное, крутое пространство. Это ход конем сразу. Чтобы показать, мы современные, классные, крутые, приходите к нам.
Когда ты видишь эту фотографию, ты хочешь там побывать, ты хочешь все это рассмотреть, ты хочешь сделать там селфи, ты хочешь потрогать эти книги, посмотреть их. То есть ваша группа должна вызывать позитивные эмоции и желание побывать у вас. Для этого вы должны сделать фотографии своих помещений и вкусно представить свою библиотеку за счет фотографий, за счет большой обложки, красивой обложки, которую легко можно разместить, даже не имея специальных каких-то программ редакторских, да, не имея фотошопа. То есть контакт дает возможность простую, хорошую, качественную фотографию использовать в качестве обложки. То есть это такой главный совет, что нужно сделать со своей группой в первую очередь. Ну и давайте посмотрим, это просто первые вкладки, которые мне попались, да, то есть мы видим библиотеку Аллы Парус Эжвинскую, которая использовала обложку, но предпочла картинку, да, картинку, которая, да, показывает целевую аудиторию, возможно, но не показывает красивый интерьер. Да, коллеги могут им уже похвастаться красивым интерьером, но не хвастаются им на своей обложке. Что еще можно сказать о том, что мы могли бы использовать, но не используем? Почему-то очень много, когда я смотрела группы библиотек ВКонтакте, модельных библиотек нового типа, почему-то многие используют личный аккаунт вместо группы, вместо паблика. В личном аккаунте нельзя разместить обложку, и он очень ограничен по функционалу. Сейчас ВКонтакте дает группам очень много возможностей дополнительных. Это и всевозможные приложения, это и возможности создавать тесты, возможности создавать анкетирование, размещать фотоальбомы, размещать свои товары, да, какие-то меню, режимы работы. Все это автоматизировано, красиво можно сделать через паблик или через группу. Использование личного аккаунта вместо группы нецелесообразно. Да, так может быть легче набирать подписчиков, да, я так понимаю, что это вот, наверное, было сделано с этой целью. Ты можешь там разослать приглашение людям и набрать их подписчиков. Но подписчики просто как цель уже не актуальны. Нам нужна лояльная аудитория. Пусть это будет небольшая группа людей, но это люди будут заинтересованы в вашем бренде. То есть гнаться за подписчиками сейчас уже не актуально. Поэтому тоже такой совет перевести и сделать все-таки полноценную группу и паблик, и пользоваться всеми возможностями, которые ВКонтакт сегодня предоставляет. Контакт дает возможность сделать не только обложку в виде фотографий, вернее, обложку не только в виде фотографий, но даже сделать ее анимированной, сделать небольшое видео, то есть это дополнительно привлечет внимание к вашим услугам, да, к вашему бренду. Это что касается оформления групп. Что касается наполнения их контентом, что касается выстраивания коммуникации с пользователями, что здесь важно, на что стоит обратить внимание. Прежде всего помнить о цели коммуникации, помнить о задачах, которые мы решаем с помощью соцсетей. Часто мы забываем, для чего мы вообще это все делаем, и ведем для галочки по инерции, выкладывая большое количество каких-то отчетов, пострелизах о проведенных мероприятиях. Часто можно наблюдать в том, что все-таки идет перекос в такого плана контент. То есть мы провели такое-то мероприятие, мы провели мастер-класс, мы там что-то еще сделали. Что лучше выкладывать, на чем лучше делать акцент? Всегда помнить о пользе читателей, то есть о том, что мы работаем для пользователей, для читателей, что коммуникация наша должна быть направлена на решение задач пользователя,
на закрытие его потребностей. То есть для чего мы должны ему постоянно рассказывать о себе, что мы можем быть вам полезны для вот этого, а еще мы можем вот это помочь с этим и так далее. Если у вас стоит выбор перед отчетом о проведенном мероприятии и, например, о посте, который знакомит с полезными возможностями библиотеки, то стоит сделать выбор в пользу полезного поста. Да? Лучше сделать один, но интересный пост. Да? В каком плане интересный, в каком плане полезный, о чем идет речь. Мы сейчас говорим о библиотеках нового типа, которые получили колоссальное количество новых опций, возможностей, да, колоссальное количество фишек появилось. Да. Расскажите о них, не молчите о них, не прячьте их. Сделайте пост о том, что мы изменились. Мы теперь выглядим вот так, теперь наша библиотека стала вот так, да, и у нас появились, не знаю, зона для игр, зона для IT, у нас появились электронные шахматы, электронный глобус, а еще у нас работает такой-то клуб, а если у вас есть идея для проведения встречи, то у нас есть лаунж-зона, и добро пожаловать, давайте обсуждать. Рассказывайте о себе больше, показывайте себя больше. Не прячьте свои феноменальные, красивые интерьеры. Да? Показывайте себя. Думайте о том, а чем я могу еще быть полезным. Потому что о том, как вы провели мастер-класс и сделали из втулки туалетной бумаги бабочку, да, такого контента в интернете много. О том, чем можно заняться с ребенком в воскресенье в вашей библиотеке, просто перечислите активность. Вот это то, что нужно. Это то, что действительно зацепит пользователя, что в 2 кварталах от него оказывается такая крутая возможность, такое классное пространство. Как настроить себя на пользу, да, на полезный контент для читателя? Это сложно. Мы все ездим годами по одним и тем же рельсам. Пишем бесконечные, никому не нужные анонсы и пострелизы. Да, забывая о том, что читателям-то что с такого плана контента, да, зачем он читателю? Совет прокачать, да, контент и прокачать себя, настроить себя на нужный тон, на нужный лад. Очень помогают книги Максима Иляхова и очень помогает инфостиль. Я не знаю, слышали вы о нем или нет, но мы обсуждаем и говорим об инфостиле уже в нашей библиотеке уже больше 3 лет. И это то, что действительно помогает делать тексты, которые вы пишете для социальных сетей, для сайта, именно заботливыми, полезными, краткими, информативными, без лишних слов, без лишней воды. У Максима Ляхова вышло уже 3 книги. Это хит «Пиши, сокращай». Очень полезная книга, не менее полезная книга «Новые правила деловой переписки». И новинка «Ясно, понятно», которая рассказывает о том, как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов. Очень советую эти книги. Вы можете сделать подписчиков своими контрагентами, своими партнерами по созданию контента, по наполнению групп. Каким образом? Сейчас очень популярно, сейчас очень модно использовать так называемый пользовательский контент. Особенно это такой популярный тренд в Инстаграме. Вы, наверное, знаете, что паблики в Инстаграме, да, вернее, аккаунты в Инстаграме снимают сторис, и очень часто это не их собственные сторис, которые они сделали, а сторис пользователей,
сторис, который снял пользователь в их помещении, например, да, или сторис, который снял пользователь, пользуясь какой-то услугой или пользуясь каким-то товаром. И технические возможности Инстаграма позволяют использовать бренду этот контент и публиковать его у себя в качестве собственного уже сторис. То есть не затрачено было ни одной минуты времени, да, но тем не менее мы получили наполнение группы, да, мы получили активность в паблике, например. То же самое можно использовать и для других социальных сетей, то есть отслеживать упоминания своего бренда, отслеживать по хэштегам, либо каким-то еще образом то, о чем пишут пользователи о вас. Да? Понятно, что, может быть, специально никто это не делает, но это можно простимулировать, например, попросить это сделать, да, призвать пользователя это сделать, либо провести какой-то конкурс, да, на лучший отзыв о мероприятии, на лучший отзыв о нашем новом помещении, пространстве, на лучшую фотографию в нашем пространстве. И постепенно приучить пользователя о том, что вы их фотографии, их заметки вам очень интересны, вам очень нужны, и вы заинтересованы в них и готовы их разместить в своих пабликах. И таким образом это очень простой способ убить двух зайцев, да, и повысить лояльность к своему бренду, в то же время не давать застаиваться своим группам, создавать в них живую жизнь, да, живую активность, бурную жизнь. Да. Что еще можно делать? Призывать писать отзывы о книгах, отзывы о мероприятиях. Да. Что не стоит делать, что уже безусловный антитренд, это всевозможные репосты из посторонних пабликов. И это перебор с юмором. К сожалению, очень часто библиотеки просто, допустим, ставят какие-то посты про котов, про собачек, то есть не относящиеся абсолютно даже к книжной теме, да, то есть это абсолютно уже антитренд. То есть лучше пусть это будет меньше постов, но это будет ваш авторский текст, авторская фотография, сделанная в вашем живом интерьере, вашего пользователя, который сидит довольно счастливый в виртуальном шлеме или довольно счастливый с 3D-ручкой в руках. Да? То есть создавать контент это несложно. Это не нужно вымучивать из себя несколько абзац текста. Не обязательно. Достаточно сфотографировать, сделать живую фотографию и сделать, не знаю, простую подпись. Прямо сейчас в нашей библиотеке Ваня Петров рисует 3D-ручкой. Приходи, если хочешь сделать такую же крутую поделку, да, к примеру. И последнее, о чем я хотела поговорить, это система ЕИПСК, новое название системы Прокультура РФ, которая тоже очень нас выручает в условиях ограничений. Нужно сказать, что за последний год система была модернизирована. Система прокачала себя. Она выглядит по-другому, у нее новый интерфейс, новые возможности, новые правила. Да, работать с системой непросто. Говорю это как человек, который работает с ней давно, который испытал на себе все сложности, да, работы с ней. Это, во-первых, и очень достаточно жесткие требования к анонсам, которые размещаются, да, в этой системе и далее публикуются на сайтах партнеров. К тому же в этом году, если вы работаете с этой системой, вы знаете, что дополнительные требования к оформлению фотографий, в частности, появились. Да? Но в то же время многие сервисы, которые были сломаны какое-то время, не работали, не были доступны регионам, да, а только крупным городам, наконец заработали. Это
рассылка сообщений на электронные почты пользователям, читателям. Вы, наверное, знаете, что система дает возможность собирать электронные адреса читателей, собирать их в единую базу и делать рассылку, единую рассылку, массовую рассылку своих анонсов, своей информации, анонсов своих мероприятий, событий, чего угодно по этой базе. База еще удобна тем, что ее можно сортировать, работать с ней, создавать категории читателей и делать рассылки на определенные категории. Еще появилась возможность анонсировать онлайн мероприятия, онлайн события. Раньше такой возможности не было, как вы знаете, только события, проходящие вживую, в офлайн формате, можно было проанонсировать, например, на сайте Культура РФ. Да? Сейчас в условиях пандемии система открыла такую возможность, что очень-очень нас выручила в свое время и выручает. Тоже есть некие нюансы, да, оформления этих событий, но о всех о них можно почитать в блоге, который ведет этот проект. Можно почитать в группе ВКонтакте у этого проекта. Нужно сказать, что система хоть и сложная, и капризная, но это все компенсируется их открытостью все-таки. То есть все свои нововведения, изменения они вовремя анонсируют, проводят обучение по этим изменениям, да, что изменилось, как теперь работать. Нужно отметить образовательный контент, который создают эксперты этого проекта. Если раньше это были обучающие вебинары по работе только с системой, то сейчас это очень много полезных лекций на тему маркетинга, управления персоналом, тайм-менеджмента. Все они в открытом доступе, небольшого формата, 30-40 минут, то, что можно легко посмотреть. Возможность пересмотреть ролик, если ты не успел, да, то есть удобный контент, полезный контент для работников сферы культуры на самые разные темы. Ну и если говорить о возможности, которые эта система дает библиотекам нового типа, то нужно отметить обязательно сайт, партнер, да, этой системы. Это сайт библиотеки нового типа. Я так понимаю, что у этого сайта есть свой кабинет субъекта, то есть должна быть дополнительная регистрация на этом сайте для того, чтобы размещать события, свои события и анонсы о своих событиях на федеральном уровне, на федеральной площадке. Что, безусловно, очень престижно, что, безусловно, поднимает, да, наши рейтинги и очень хорошо прорабатывает и прокачивает наш бренд. О чем я еще не сказала. Я упомянула, кажется, про онлайн-трансляцию мероприятий. Да, то, что настойчиво нам предлагает система делать. То есть это показ событий в режиме реального времени с места проведения через интернет. Для учреждений культуры это замечательный инструмент, который позволяет найти, во-первых, свою собственную аудиторию, да, и аудиторию дополнительную за пределами домашнего региона. Портал обещает поддержку прямому эфиру, рекламу ему, да, что позволяет сделать процесс организации трансляции удобным и эффективным. Пользуйтесь этой возможностью, пользуйтесь возможностями, которые дает сайт Прокультура РФ. Желаю вам успехов с этим проектом. Что я хотела бы сказать, завершая свое выступление. Если говорить об оформлении групп ВКонтакте, то в рамках методической помощи, которую Национальная библиотека оказывает библиотекам,
муниципалитетов. Мы готовы провести разбор ваших групп, оказать помощь в оформлении групп, да, провести аудит ваших групп. То есть такая возможность есть. Вы можете обратиться к Ингушу Людмиле Николаевне или к Марине Николаевне Пахолковой и обозначить им потребность в этом, да, в том, что вы хотите прокачать свои группы, вы хотите, чтобы они стали более эффективными, чтобы они выглядели лучше, и мы готовы помочь вам с этим. Если вам нужна помощь и консультации по работе с системой ProKultura РФ, то вы тоже можете обращаться за помощью. Мы с удовольствием вам поможем и проконсультируем вас. Спасибо большое за внимание. Желаю вам успехов. Поздравляю вас с новым этапом вашей жизни. Поздравляю вас с модернизацией, с открытием тех, кто открылся в этом году. Спасибо большое за внимание. Удачи вам в ваших проектах. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Сейчас подключается уже в прямом эфире Данчикова Екатерина Леонидовна. Очень злободневный вопрос. Подход и опыт, я так думаю, Национальной библиотеки прежде всего. После выступления Екатерины Леонидовны в записи мы еще раз повторим Леонгард Ксению Игоревну, поскольку вынуждены были прерваться. Пожарная тревога у нас здесь произошла. Итак, слово Екатерине Леонидовне. Добрый день, коллеги. В условиях дистанционной работы библиотек из запрета проведения стационарных культурно-массовых мероприятий в период пандемии и постпандемический период библиотеки активно предоставляют услуги удаленно, в том числе проводят мероприятия в онлайн-формате. Теперь современные пользователи библиотеки – это не только те, кто дошли до ее читальных залов, но и онлайн-пользователи. В связи с тем, что на сегодняшний день нет документа, регламентирующего учет онлайн-мероприятий, мой доклад не может являться методическими рекомендациями к действию. Я попытаюсь проанализировать имеющиеся документы и рассказать об опыте Национальной библиотеки Республики Коми, которая попыталась самостоятельно определить и сформировать единый порядок требований к организации учета проводимых онлайн-мероприятий. Простите. Еще раз. Вот так вот, ага. Итак, поскольку Министерство культуры России еще разрабатывает систему учета показателей, регламентирующих работу учреждений культуры в сети интернет, наиболее понятным и приближенным к действительности документом являются: во-первых, это разъяснения по учету показателей, отражающих деятельность библиотек в сети интернет, разработанных для модельных муниципальных библиотек. Письмо заместителя министра Яриловой от 24 сентября 2020 года. В документе предложена пока несовершенная, но хоть какая-то методика подсчета показателей работы библиотек в сети интернет. На мой взгляд, этот мониторинг является практически обоснованным в сегодняшней ситуации и полезным, поскольку позволяет анализировать объем онлайн-мероприятий в библиотеках и количество участников таких мероприятий от общего числа мероприятий. Вторая система мониторинга, которая учитывает онлайн-мероприятия библиотечной деятельности, запущена письмом заместителя министра Ксензова от 10 ноября 2020 года о проведении мониторинга достижения национальных целей в сфере культуры с 1 ноября 2020 года. Цель этого мониторинга – выполнение подпункта Б пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Национальная цель, целевой показатель – это увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года. Для библиотек число посещений культурных мероприятий равно количеству посещений. А показатель количества посещений включает в себя сумму стационарных, внестационарных и удаленных посещений через сеть интернет. И, наконец, наш основополагающий документ, в который библиотеки
вносят статистические результаты своей деятельности, форма федерального статистического наблюдения 6НК, утвержденная приказом Росстата 5 октября 2020 года, в которой мы учитываем свои проведенные онлайн-мероприятия. В ней мы учитываем данные о посещениях онлайн-мероприятий, которые вносятся в число обращений к библиотеке удаленных пользователей, раздел 4, графа 11, а также данные о количестве проведенных библиотекой онлайн-мероприятий в число библиотечных мероприятий, раздел 5, графа 12, строка 17. Таким образом, мы видим, что по меньшей мере в 2 мониторингах и 1 документе учитываются онлайн-мероприятия. Я не упомянула еще мониторинг выполнения государственного задания, но там всем все уже как-то более-менее понятно. И выстроенный учет в нем основан тоже на систематизации формы 6НК. На следующем слайде я свела вышеперечисленные документы в таблицу. Поскольку все документы преследуют разные цели, о которых я упоминала выше, различия в методиках учета мероприятий существенны. И главная проблема всех документов в том, что они пока не коррелируют друг с другом хотя бы по некоторым важным критериям. А именно, отсутствует единый понятийный аппарат. Определение в стандарте библиотечная статистика, показатели и единицы исчисления несколько устарели и отсутствуют современные понятия. Во-вторых, в документах разные виды показателей учета. Есть посещения, есть просмотры, есть мероприятия. Пока они не все идут в учетные формы. Третье. Существует на сегодняшний день множество объектов учета. Сайт библиотеки, социальные сети, портал Прокультура. И, наконец, отсутствует система регистрации показателей, что, когда, через сколько снимать. Или, по-другому, хронология режимов фиксации к форматам мероприятий. Как и вы все, наша библиотека должна была реагировать на внешние изменения. Поэтому, будучи на дистанте, с апреля 2020 года руководством библиотеки было принято коллегиальное решение учитывать онлайн-мероприятия. Поначалу была составлена примитивная инструкция, обозначившая продолжительность и виды онлайн-мероприятий, подлежащих учету. Срок, определяющее время проведения онлайн-мероприятия, срок фиксации показателей просмотров для каждого вида мероприятия. Выдержку из данной инструкции мы даже раздали некоторым муниципалитетам с условием, что это чистой воды самодеятельность. Анализируя подобные документы других библиотек, мы понимаем и понимали, что все находятся в подобной ситуации и занимают выжидательную позицию. Позже, после появления вышеуказанных документов, понимание систематизировалось и коллективная мысль выстроилась в логическую закономерность. В итоге, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и работаем именно так. Нами составлен пока проект регламента учета удаленных посещений онлайн-мероприятий НБРК, который станет в 2021 году полноценной частью инструкции о порядке учета статистических показателей работы библиотеки. Этот регламент обязателен для исполнения всем сотрудникам. Сразу предвижу вопрос, как мы учитывали онлайн-мероприятия в отчетности. Отвечу на этот вопрос позже. Итак, остановимся подробнее на 3 последних разделах регламента: требования к оформлению, проведению и размещению онлайн-мероприятий. Еще один раздел: методика учета в зависимости от вида онлайн-мероприятия и технологии учета в документах библиотеки. Итак, требования к размещению онлайн-мероприятий, требования к оформлению, проведению и размещению онлайн-мероприятий. Сегодня не секрет, что страницы в социальных сетях сегодня более приближены к пользователю, чем сайт библиотеки, а в некоторых библиотеках нет вовсе сайта. Профессиональное продвижение библиотеки в социальных сетях позволяет даже самой небольшой библиотеке стать для людей видимой и значимой, подогреть интерес к событию и книге. Но мы помним, что 6НК нам запрещает учитывать удаленные обращения через сеть интернет, блогов и аккаунтов в социальных сетях. С января 2021 года онлайн-мероприятия определенного вида, не все,
можно, а для библиотек даже нужно, и мы будем это делать, анонсировать, заявлять для трансляции на сайте Культура РФ. Если мероприятие, выложенное на сайте Прокультура, связано с трансляцией этого же мероприятия в социальной сети и других источниках, то будет подсчитываться суммарное количество просмотров всех источников счетчиком Прокультура. На слайде представлена ссылка на презентацию добавления онлайн-мероприятий, разрешенные форматы событий и правила, размещенная буквально позавчера на сайте Прокультура. Следующий раздел – методика учета в зависимости от вида онлайн-мероприятия. Как видно из представленной таблицы, мы поделили все онлайн-мероприятия на два вида. Онлайн-трансляция продолжительностью более 10 минут и видео или аудиозапись мероприятия продолжительностью тоже более 10 минут. Ну, что такое онлайн-трансляция? Это организованная силами библиотеки либо привлеченного ей подрядчика видеодемонстрация происходящего в данный момент времени мероприятия, транслируемого в сети интернет на онлайн-площадке или с использованием инструментов для проведения онлайн-мероприятия. Видео или аудиозапись офлайн мероприятия – это запись мероприятия для последующего размещения на официальных страницах библиотеки в интернете, портале Прокультура или в официальных сообществах библиотеки в социальных сетях. Мероприятие в формате трансляции может быть сохранено и использовано в дальнейшем как видеозапись, если это мероприятие не несет интерактивного характера и не предполагает обратной связи от слушателей. В таблице видно, какие виды мероприятия учитываем для статистики, какая минимальная продолжительность по времени должна быть у онлайн-мероприятия. Напоминаю, что четких указаний по этому факту нет. Значит, минуточку. Вы видите на примере, на слайде пример нашего мероприятия, размещенного, выложенного на сайте Прокультура, видеообзор «Читаем моду», а также показан счетчик с количеством просмотров из привязанных источников. Привязанные источники указаны внизу. Следующий раздел регламента, нашего регламента – технология учета онлайн-мероприятий в документах библиотеки. Библиотека сегодня учитывает онлайн-мероприятия в информационной базе APAC Global в модуле «Специализированный ввод». Обязательным условием учета онлайн-мероприятия является заполнение электронного паспорта с указанием следующих полей. Режим проведения с выбором позиции справочника удаленный или комбинированный. Формат доступа – это чисто онлайн-мероприятие или онлайн-офлайн мероприятие для комбинированного режима доступа. И тип подачи – прямая трансляция, трансляция в записи. В результате в электронном журнале учета мероприятий формируется статистический отчет, в котором видно количество удаленных посещений по каждому направлению деятельности. Крайний столбец верхней таблицы показывает онлайн-мероприятия, проведенные в социальных сетях и на других онлайн-площадках. Обратите внимание, что в нижней таблице указана платформа проведения мероприятий ВКонтакте, которые не входят в показатели госзадания. Несмотря на это, мы вели этот учет, преследуя две цели. Первое – чтобы проанализировать наши трудозатраты в текущем году. И второе – мы думали, что данные цифры пойдут в показатель числа библиотечных мероприятий в удаленном режиме. Раздел 5, графа 12, строка 17, формы 6НК. Однако такого не произошло. Но это нас не огорчает, так как отрицательный опыт – это тоже опыт. Мы будем продолжать учитывать онлайн-мероприятия и советуем это делать всем библиотекам. Кроме того, весь 2021 год мы будем работать с порталом Прокультура, и, соответственно, все показатели онлайн-мероприятий мы сможем учитывать и в форме 6НК и в госзадании. В форме 6НК в разделе 4, в графе 11 число обращений к библиотеке удаленных пользователей будут включаться посещение страничек сайта библиотеки, в том числе тех страниц, на которых будут выложены онлайн-мероприятия, но с обязательным наличием встроенного счетчика Прокультура на сайте библиотеки.
В графе 15 в число посещений библиотечных мероприятий будут входить просмотры с портала ProCultura. В разделе 5 «Библиотечное информационное обслуживание пользователей» в графе 12 «Число библиотечных мероприятий» в строке 17 будут входить количество проведенных онлайн-мероприятий, размещенных на сайте ProCultura или на сайте библиотеки при условии наличия встроенного счетчика ProCultura на сайте библиотеки. Во всяком случае, такие пояснения мы получили от специалиста ГИВС Министерства культуры Российской Федерации. Но поскольку документы находятся в стадии разработки и обсуждения на всех уровнях, возможно, будут учитываться и другие показатели, снятые не только со счетчика ProCultura. Об этом, наверное, я думаю, будет доведено какими-то путями впоследствии до всех муниципальных, в том числе библиотек и государственных. На этом мое выступление закончено. Всем спасибо за внимание. Коллеги, и завершаем мы, включаем выступление Леангард Ксении Игоревны. Это организация доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам в модельных библиотеках нового поколения. После завершения мы отключаемся, и я вас прошу по возможности на электронную почту напишите ваши замечания, ваши предложения, ваши отзывы. Мы понимаем, что сегодня так сложилась ситуация с самого начала транслирования нашего совещания. Сложности возникли потом в процессе нашего совещания, но, думаю, те материалы, которые мы вам дали, они вам пригодятся. Кроме того, мы хотели бы вам эти материалы, презентации послать, либо пошлем по электронной почте, либо соберем все материалы и выложим в облаке. Спасибо вам за внимание, за работу. Всех вам благ, с наступающим Новым годом. И очень-очень ждем встречи уже не онлайн, а офлайн. Всего вам хорошего. Удачи вам в Новом году. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леангард Ксения Игоревна. Я заведующая отделом автоматизации и электронного обслуживания Национальной библиотеки Республики Коми. Сегодня я расскажу вам об организации доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам в модельных библиотеках нового поколения. Модельная библиотека должна предоставлять широкий спектр информационных ресурсов для своих пользователей. Один из путей решения – это получение доступа к документам, которых нет и не может быть в небольших муниципальных библиотеках. Открывая виртуальные читальные залы главных библиотек России и регионов у себя, вы даете возможность читателям ознакомиться с полными текстами фондов этих библиотек. В своей презентации я сделаю краткий обзор электронных библиотек и расскажу, как к ним подключиться. НЭБ РФ – это Национальная электронная библиотека Российской Федерации. Это проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям интернет доступ к оцифрованным документам, размещенных в библиотеках России, музеях и архивах. То есть, говоря другими словами, это возможность для всех читателей во всех регионах России получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны в стенах крупнейших библиотек, таких как РГБ или РНБ. Фонд НЭБ РФ – это более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, изобразительных и картографических изданий. Для того, чтобы подключиться к Национальной электронной библиотеке Российской Федерации, вам необходимо перейти в раздел «Информация для библиотек». Там подробно описано, что нужно для подключения к электронной библиотеке. Необходимо отправить заявку на подключение, и в течение 3-5 рабочих дней на электронную почту к вам придет типовая форма договора о предоставлении доступа. Из интересных вещей, про которые я хотела бы вам рассказать, у НЭБ РФ открылся такой ресурс, называется НЭБ-пресса. НЭБ-пресса – это доступ к свежим выпускам журналов, деловых и общественно-политических газет. Читать с НЭБ-пресса можно с любого устройства, после авторизации через госуслуги. Там представлены такие журналы, как «Федеральный бизнес», «За рулем», «Эксперт», «Вокруг света».
«Космополитен», «Огонек» и другие. Газеты, такие как «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета». Следующий ресурс, про который я хотела бы рассказать, это Национальная электронная библиотека Республики Коми. Это электронный ресурс, формируемый Национальной библиотекой Республики совместно с крупнейшими фондодержателями региона. Эта электронная библиотека содержит полнотекстовые электронные документы по истории, развитию и современному состоянию государственности, экономики, науки, литературы и культуры Республики Коми. На данный момент мы усиленно работаем над списком методических материалов начального и основного общего образования. Включаем и расписываем содержание сборников для внеклассного чтения школьников. Для подключения организации к НЭБРК вам необходимо наличие статического IP-адреса. Далее вы отправляете письмо на указанный нами email, и мы отправим необходимые документы для подписания. Третья электронная библиотека – это президентская. Это первая электронная национальная библиотека России и третья национальная библиотека РФ. Для подключения к удаленному читальному залу электронной библиотеки на сайте президентской в разделе «Порядок и точки доступа» есть раздел «Центры удаленного доступа». И там подробно расписано, что необходимо для подключения. Там есть технические условия для организации подключения и есть анкета для заполнения. Ее необходимо заполнить и отправить на электронный адрес. Самым главным условием является наличие программного обеспечения для криптографической защиты информации. Этот ключ стоит около 3000 рублей на каждое пользовательское место. Объем фонда президентской библиотеки составляет около 1 миллиона единиц хранения. Это электронные копии книжных и периодических изданий. Партнерами в создании электронного фонда президентской библиотеки на данный момент является около 1000 организаций. Кроме этого, президентская библиотека проводит Олимпиаду «Россия в электронном мире» по предметам история, образование, русский язык для учащихся 10-11 классов. Победители этой Олимпиады получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы России. В результате проделанной нашей совместной работы с центрами общественного доступа республики количество участников в 2020 году выросло на 85 человек. Это 220 участников из различных регионов республики. В интернете в открытом доступе президентской библиотеки находится еще один просветительский проект. Он называется «Государика». Здесь школьники самостоятельно или с учителем могут ознакомиться с основными документами по истории российской государственности и русскому языку, как государственному языку Российской Федерации. Все материалы для удобства представлены в 4 разделах. Также хотелось бы отметить, что на сайте Национальной библиотеки Республики Коми слева в разделе «Ресурсы» есть раздел, он называется «Полнотекстовые электронные ресурсы», который содержит ссылки и описание этих ресурсов. Кроме указанных ранее мною, здесь представлены такие